Сегодня у нас, как вы видите, в моей небольшой библиотеке здесь тоже есть, я постараюсь вам ее показать. Голос меняется. Слышно хорошо, у меня голос вроде бы из-за того, что я простыл, может быть. Только из-за этого. Надо тебе подогнать. Ящик лимонов. Я с учетом того, что я вообще не люблю кислые лимонную кислоту. Но у меня голос чуть-чуть хриплый, грубый, поэтому, хотя вроде бы трафик у нас на часа два есть, не должен быть антенна, все вроде бы нормально. Не знаю, горный мед надо. Мурат, горного меда у меня нету, к сожалению. Ни горного меда, ни обычного меда, ничего нету. Я пью только горячий чай с чабрецом. Вот, ищет положение. Ну и кофе время от времени. А так, у меня я знаю, что у тебя есть. Верю на слово, честно сказать, верю. Но, как говорится, да, что я хотел посмотреть. Сейчас, минуточку, подождите. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Книги. Что нам за книга была нужна? Сейчас. Потерпите немного. Сейчас мы посмотрим. Вроде бы я эти книги отправил сюда. Дотация чеченского народа. Так. История. Так. Бумба и народное предание. И, конечно, да. В основном вот такие. Так. Сейчас мы это дело замутили. Так. Здесь, ага,
Здесь есть небольшие у нас источники. На всякий пожарный я взял, чтобы сегодня просмотреть. Так, давайте, пока остальные присоединяются. Так, сейчас напишем. Так. Ибраимо, связи ауй, эфире ауй. Вот. Ага. Так вот. Давайте постараемся. Так, с медом поешь от простуды. У меня есть Муаз. Этот мой мед, который, брат, ты мне обещал, до сих пор идет. Чем обоснована ингушская сказка, что Курцхар, Курцхар, их национальный головной убор. Ведь первый найденный Курхарс, наверное, хотели списать. В Карачое и Асиновском ущелье. Я, честно сказать, не сильно... Башлам, где девушка, про которого ты говорил? Девушка. Туркия. Какая девушка, напомни мне. Про какую девушку я говорил? Сейчас, если ты не напомнишь, я не забыл, скорее всего, послезавтра буду в Грозном. Хорошо. Обоснованно, нет, но вы же знаете, я вам могу по каждой вещи, допустим, я могу вам сейчас взять, показать книгу про истанги. Где они делались, когда мы публиковали их, мы знаем это ремесло, где занимались в основном этим ремеслом, что западная часть вообще была скудна, и там почти не делали. Материал, шерсть, допустим, конечно же, брали западной части, небольшую. Но в основе своей истанги делались только в восточной части Нохчичу. Об этом говорят все специалисты. Даже больше, чем в основном делали Нохчи, это Ауховский район, это Ичкеринский округ. Ичкеринский округ. Вот в этой области Ауховский, там далее Хасавюртовский, вот в этой области делали истанги. В основе своей. И эти истанги, они есть и зафиксированы на документах, и источники разные. Четко описывает, книгу целую написал наш ученый Мухаджир, который нас живет в Турции. Книгу я вам показывал, эта книга есть у меня. Если хотите, я могу сейчас прямо в эфире вам ее показать. Это раз. Во-вторых, допустим, однако сегодня есть люди, которые говорят, что это их национальное, что это только их и так далее и тому подобное. Возьмем национальные инструменты, которые использовались, у нас используются и в религиозном, вы знаете, те, которые, музыкальный инструмент, который использовался с 18, 17, с 19 века использовался у нас. И до сих пор он есть, Хочубол, Пандар, вроде Дечк Пандар, они все у нас есть, они зафиксированы, они описаны. Все это в достатке, в изобилии, в книгах тоже есть. Однако сегодня говорят, что реставрировали по эскизу какой-то грузинский, грузин восстановил по эскизу древним там и так далее и тому подобное. То, что этот музыкальный инструмент. Однако он давно существует у нас, его загрузили, мы тоже, вы можете посмотреть на нашей странице. Башенные комплексы. Насчет башенных комплексов огромное количество. Даже прямо сейчас я вам могу показать великолепную книгу Лечи Ильясова. Написано очень много. Петроглифы в основе своей, большинство свое в центральной части Кавказа, самое большинство петроглифов находится на чеченских башнях, и они у нас есть. Эти же башенные комплексы, огромное количество есть на территории Чечни, Горной Чечни, Нохчичу. Однако есть люди, которые утверждают, что эти башенные комплексы строили якобы только один народ, что это и принадлежит им. И вот точно так же с этим колпаком, фригийский колпак, он или колхарсом, называйте его как хотите, он был у многих народов. Вот
по мне, несмотря на то, что он был найден у нас в Харачое, есть реставрированные картинки, то, что найдено, сфотографировано еще в советские времена, во времена Виноградова. Есть эти фотографии, есть эти картинки. Шутя, ты говорил про девушку, надо привести, чтобы люди, парни... Ну, чтобы приходили в эфир, ты имеешь в виду? Ну, пока еще я с ней не договорился. Ну, я так, как говорится, да, футболка вот такая, чисто, как вы видите, наши австрийские братья задонатили, так сказать. Да, Луквахуаль, по этим курхарсам, по башням, по музыкальным инструментам, по истингам, по петроглифу. Есть целые книги, монотон, такие прямо настолько крутые. Все досконально не скажу, но в основе своей они непосредственно уже, как говорится, над ними работали. Бях мобилыш. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Чтобы не быть голословным, мы сейчас вам покажем, точнее, я вам покажу. Я вам покажу сейчас эту книгу. Так, должно быть где-то здесь. Eu assumo são da tema. Так. Чтобы люди ничего не говорили, мы покажем вам. Ведь там оно говорит, ну. Ошибка, рисковать нет, по-любому.
Так. Ибраим сохей шуй гушуй але вистхалан сучасум цего хез гушу вацасум. Что не так? Все тогда. А то я не вижу активность. Смотрите. Так вот, чтобы не было огульно, давайте мы посмотрим. Смотрите, есть книга в ночи, 3-1. Тысячелетие до новой эры. Вот эта книга. Видите? Так вот, чтобы не было огульно, давайте мы посмотрим. Смотрите, есть книга «Древняя история чеченцев Нохчи», 3-1 тысячелетие до новой эры. Вот это, и вы знаете, я зачитывал непосредственно рецензентов данной книги, исторической книги. Это имеет огромное значение. Доктор исторический. О, слабо говорит. Здесь у нас, как говорится,
Вся работа, историческая работа, здесь 8-9 докторов исторических наук, профессора. На этой книге с древнейших времен, чтобы было до еще нашей эры, вы пишите мне, чтобы я знал, слышно меня, видно или нет, чтобы я как бы лишний раз зря не говорю. Здесь есть разные периоды. Есть это времена киммерийцев, скифов, сарматов, алан, времена дзурдзуков. Все это есть. На этой книге, вот одна из книг, которая до нашей эры, то есть древняя история нашего народа. Это одна книга. Есть другая книга, вот такая. Это, как вы видите, очень редкая книга, которой мы пользовались, и я ее вам показывал. Это великолепная работа и грузинских, и абхазских, и чеченских ученых совместно, которая написана, утверждена ученым советом Абхазского института гуманитарного исследования Д.И. Гулия, Академия наук Абхазии. То есть, чтобы было понятно, что в основе это Гурама Гумбы книга. Книга называется, опять же, называется «Нахчи. Вопросы этнокультурной истории. Первое тысячелетие до нашей эры». То есть, вот такая книга. Это книга непосредственно о нашей истории, о древней нашей истории. И вы знаете, почему я вам эти книги показываю. Я не собираюсь вам сейчас зачитывать. И, как ни странно, здесь по этим материалам есть записаны, есть карты. Карты зафиксированы, они тоже, само собой, чтобы было видно. Вот смотрите, вот такие вот карты, вот так они размещены. Зеркальное отражение у вас, наверное, немножко не так показывает. Ну, здесь, допустим, есть карта южная граница азиатской Сарматии по Птолемею. Дальше. Нахчиматяне по Ашхарайцуцу. Это география 7 века армянская. То есть есть карта по нему, где находились, проживали нахчиматяне. Вторая карта. Третья карта, опять же, этническая карта древнего Центрального и Восточного Кавказа по материалам Леонтия Мравелия, грузинского ученого. Дальше есть Малхи Лукашана Самосадского и Клавдия Элиана. Вот такая карта тоже есть. Аорсы, Сираки, Малхи, Леги, картлийцы, армяне, албаны, адыги, меоты, сираки, аорсы. Есть указана на ней карта. Дальше карта ареал кабанской археологической культуры, то есть показывается здесь. Дальше карта расселение племен кавказской языковой семьи в 4-3 тысячелетии до нашей эры. Есть карта на этой же книге. На этой же книге есть миграция племен с юга на Кавказ в середине 1-го тысячелетия. Дальше есть Нахчийское государство, объединенное в 6-4 веке, 6-4 век до нашей эры. Есть карта. Дальше. Нахчийское государство, объединение на рубеже 4-3 веков до нашей эры. Тоже карта. Это все карты, которые я вам перечисляю, чтобы было видно, да? Дальше есть Нахчийское государство, объединено в 3 веке до нашей эры. Дальше. Вот к чему я вам показываю. Вот эта книга. Здесь есть материалы. Зачитывать вопросы, которые непосредственно указаны. Сейчас, подождите. Чтобы не было. Содержание, допустим. Нахчийские племена в Центральном Кавказе 1-го тысячелетия до нашей эры. Нахчиматяне, Ашхарайцуц, границы азиатской Сарматии, Малхи, античной, археология, язык, топонимика, антропология, фольклор, кавказские хоны и цанары, кавказские хоны, цанары, бантурки и турки древней Картли, общая этноязыковая культура, нахчи и скифы, образование Нахчийского государства и объединение Кавказа в середине 1-го тысячелетия до нашей, объединение нахчийских племен в 4 веке до нашей эры, Соаны, Страбона, южные границы Нахчийского государства, объединение 6-4 века до нашей эры. Нахчийское государство объединено на рубеже 4-3 веков до нашей эры. Нашествие сарматов, падение
Ахмединидской империи и новая волна миграции племен в центральные районы Южного Кавказа на рубеже 4-3 века до нашей эры. Кавказская Геркания античных источников, Понтийское царство и страны Кавказа в конце 4-го, в начале 3 веков до нашей эры. Основа истории концепции Леонтия Мравели, Нахчийское государственное объединение в 3 веке до нашей эры. Нахчи и проблема образования Картлийского царства, происхождение царского рода Парнавазов, именно не Фарнавазов, а Парнавазов написано, Парнавазианов, война Парнаваза с Понтийским царством, падение Нахчийского государственного объединения. Все эти материалы, там есть еще земледелие, скотоводство, металлургия и ремесленное производство, демографический оптимум, городища и поселения, торговля, внутренняя, международная, углубленная социальная и имущественная дифференциация, религия. Все это есть в этой книге. Зачем я это повторяюсь? Смотрите, культурный контраст. Дальше. Я вам, башлам, ассалам алейкум, скажи год издания книги. Год издания книги, конечно, скажу. Данная книга, она напечатана в 2016. 2020. В 2016 она закончена. Эта книга непосредственно опубликована в 2020 году. Здесь, смотрите, Гумба, 2016 год, Академия наук Абхазии, Абхазский институт гуманитарных исследований имени Гулия, 2016 год написано. 16 год, опубликовали в 2020 году. Почему я показываю эти книги? Опять же, смотрим дальше. Я вам говорил о том, что есть и достаточно напечатано нашим мухаджирам, представителям Нохчи народа, которые проживают в Турции, Хункермахка, который первый занялся, собрал весь материал по истангам, кому они принадлежали, где, кто делал. Вот эта книга, книгу, как вы видите, да, ее мне подарили, ее автор Эрол Елдыр, это, если я не ошибаюсь, он Нохчу из Тейпа Эрсно, он автор проекта, он собирал это все. Здесь смотрим. От автора проекта, предисловие, введение, описание войлочный ковер Истанг, история, сырье, шерсть, торга, этапы производства, техника нанесения орнамента, области применения, техника исполнения, визуальные и пластические свойства, кавказские мотивы, заключение. Эта книга, вот, она есть, и чтобы было понятно, я зачитывал ее вам, сейчас хочу, чтобы... Смотрите, какие истанги есть здесь на этих фотографиях. Видно? Так, чтобы было понятно. Дальше. Вкратце, я не буду вам все это объяснять. Смотрите, какие, которых вообще у многих людей даже и не было. Смотрите, видно? Вот. Описание истанг войлочный. И вот эти картины, которые... Конный центр, коллекция Ахмед Кавдуглу, источник, одна это Турция, в Турции находятся эти ковры. Посмотрите, вот такие истанги. То есть на этой книге реальный автор, вот такая книга, она была сделана, с нее сплагиатели, с нее своровали. И я закинул отсюда истанг, картину, электронной версии, когда писал про истанги. Опять же, когда я написал про истанги, вот эти фотографии, и опубликовал его, некий нарнинец, а иначе никак нельзя назвать, допустим, смотрите, опять же, найден в мечети Хамидени, это тоже в Турции, истанги. Это Нохчи истанги, он все собрал, это все касается только нашей истории и только вот истанги. Чтобы было, это на этой книге все это есть. Есть вот такой орнамент. И написано, где найден, кем найден, кто отдал, кто подарил, в каком городе. Все эти истанги, начиная с Ауха и заканчивая Даут-Мартану, вот нижней части, ближе к восточной части, эти истанги делались издревле. Это кузницы, где вообще делались, в основе своей, где они делались. В горной части, в Галанчевской, в Витумкалинском, допустим, и далее, западнее.
это ремесло было на очень низком уровне. Об этом есть научные работы, не мои слова, я их публиковал, вы можете найти. Есть в Фейсбуке, в Шейх Гугле, в Шейх Википедии, все есть. Вот про Истанги. И к чему-то я иду вам, рассказываю, показываю. Дальше смотрим. Насчет материальной культуры, истории. И вы спросили про Курхарсы, про башенные комплексы и тому подобное. Есть вот такая великолепная книга, которую мне подарили. Видите? Тени вечности. Здесь работы настолько великолепные, настолько четко. Эту книгу запрещено продавать самим авторам и спонсорам. Ее это только для использования в научных работах. И вот в этой книге есть все в основе своей. Кувшины, не кувшины, Вот чтобы было понятно, где вот эти все материалы, я вам постараюсь, если будет интересно. Содержание вкратце пробегу. Что здесь? Археологическая культура Северного Кавказа, неолит и неолит, куро-аракская археологическая культура. Все, что найдено на территории Нохчичу, это нашей родины. Майкопская археологическая культура, Северокавказская археологическая культура, Кабанская археологическая культура, Аланская археологическая культура, средневековая чеченская архитектура, истоки архитектурных форм, хронология древних средневековых сооружений Нохчичу, Чечни, жилые башни, боевые башни, замки, башенные поселения, крепости, система сторожевых поселений, замков и сигнальных башен горной Нохчичу, Чечни, культурные сооружения, погребальные сооружения, петроглифы, традиционные ремесла и оружие, ремесла и кустарные промыслы, оружие и защитные вооружения, древние религиозные культы, фольклор, музыкальное, танцевальное творчество, этика, тейпово-тукумная демократия и традиционное право, исторические области Чечни, Нохчичу, Акка, Майста, Мелхиста, Нышев, Нохчмуак, Орспай, Эрлуай, Чанти, Чеберлуай, Шаруай, Шотлай, тайповые общины, не входящие в территориальные союзы. Автобиография. Эти все материалы есть четко указаны на этой книге. Вот она, такая монолитная. Здесь очень много материала. Здесь их сканировать, выкладывать. Я вам говорил, что все, что... Пока у меня нету технической возможности, но да, когда у нас появится, мы отцифруем, мы будем вырезать оттуда все материалы, указывать, потому что рассказать одно дело, многие наши не любят читать книги, когда ты показываешь картины, когда ты показываешь башни, фотографии. Здесь великолепные работы фотографии самого Лечи Ильясова и других профессионалов. Вложено неимоверный труд в эту книгу. Петроглифы, башни, все, что я вам перечислил, все это относится только к Нохчичу. Не считая Аркадия Гольштейна, который есть у нас еще один еврей советского, есть материалы Виноградова, все эти материалы вот по этой книге. Почему я вам показал эту книгу? Дальше есть Берже, который вы знаете о Чечне, чеченцы, который очень много описал. В принципе, он здесь не делит отдельно ингушей, чеченцев. Здесь он называет нас единым народом. Поэтому хорошо ли плохо. Также есть Мар, один из великолепных ученых, к сожалению, труды которого, как ни странно, в советское время, когда он начал доказывать о эфетическом происхождении автохтонных народов Кавказа, многие грузинские ученые, армянские, многие кавказские ученые были его советского периода, несмотря на то, что, если я не ошибаюсь, он был еще личным другом, по крайней мере, так говорят Иосифа Виссарионовича Сталина. У него очень сильные монолитные труды, и почему все это я вам показываю, эти книги показываю. Ни в одном из этих работ, великолепных работ, которые есть, все документально, архивы, музеи, все. Нигде, ни в одной книге не указывается ни о каком великом Аваристане или Ахчеристане или Казикумухском государстве, которое простиралось на территории всей Чечни, вплоть до адыгов и так далее и тому подобное. Это по поводу вчерашнего. Что касается колпаков, курхарцев и все остальное, эта книга очень старая, археология ЧССР она называется. В этой книге у меня были эти картины, и сейчас, в данный момент, они у меня не под рукой, я не нахожусь, как вы знаете, не у себя сейчас, да,
квартире. Все эти материалы, они есть. И я вам покажу по курхарсам тоже. Ну, мы не сильно любим вот эту тему курхарсов. Это в основном, честно сказать, это больше языческая, как вам сказать, одежда еще языческих периодов. Я не сильно тяготят, и не сильно многие наши ученые, исследователи, да и молодежь не сильно любит это. Да, на территории, опять же, где распространялась и куро-аракская культура, и майкопская культура, и кабанская культура. Эти курхарсы, или как его там, чугулы, по-разному их называют, их находили на территории. Опять же, не на западной только части Новчичу, но и в самой восточной части. В плюс, не забывайте, здесь я говорю и о Шарое, и о Аухе. Я Аух не отделяю исторически. До 1921 года это было единым массивом со всеми остальными Новчи обществами. Раз они без всякого стыда и совести оскорбляют, унижают наших братьев, наших ауховцев, аухуай, акинцев, аухуай, без разницы, как вы называете, акоки, акисы. Почему мы не можем говорить, что исторически мы всегда были и есть единый народ, и территориально мы были вместе до тех пор, пока Советский Союз, оторвав от нас в 1921 году из Терской области, отдал его, присоединил к Дагестану. Ну, раз они так говорят, мы почему не можем? Факты есть, документы, вы можете историю посмотреть. Так что никакого великого там государства и в этих книгах, и в грузинских источниках я не видел. Может быть, где-то там в горах у себя за Уайхе они находилось, у них было это государство. Но в других местах я не находил. Что бы там Красный Горшок не рассказывал, что там его дед не рассказывал, что бы они ни говорили, я максимально пытаюсь не влазить на соседние регионы, соседние территории. Валлахи. Но когда вот такое оскорбление, явный подлог, занимаются компиляцией, подменом понятий, без разницы, какие бы это нарнийцы не были, и с той стороны, и с этой стороны, мы, конечно же, не будем сидеть с закрытыми глазами и как бы, бяхмобилыш. Прямо во время эфира Ассаламу алейкум, далси, дуэл хабашлам, дерес, хэл, бену, усо. Ибраим, YouTube чу аболчан, масан гуш сьеца сьеч пока даю чуер. Аж бях мобилаш, вала ас сялан сажим хатесил, вани, данач сани, вайн, и трафик, иеца, и отец саха. Я не знаю, что еще сделать. Телефон с яц, но я пытаюсь провести ищ сунцаум дюалам дол, вала долг. Ну да ладно. Так, 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 так. Есть. Ага. Ага. Дегидо. Attends. Ладно. Нет, так нет. Не повезло, так не повезло. Да, Оля, что? Так. Ладно. Нормбах, все. Ладно, задавайте вопросы. Это все к тому, что если бы, когда мы занимаемся только своей историей, и нам дела нету до чужих. Так всегда было, да, и так всегда будет. И курхарсы, не курхарсы, этот вопрос, конечно же, он не может в Ютубе провести. Речь не о X-Files, речь не о Ютубе.
Ты не понимаешь, это сам интернет и телефон лагает. Я не могу, у меня нету доступа к Ютубу через этот телефон. Раз я буах до эфире хая не рестундеду. YouTube следующая неделя, если санисла хаусардуй. Хочу, по крайней мере, постараться взять в рассрочку и отца уже. Да, я уже устал, честно сказать. Так я искал, никак не нашел ни спонсора, хотя бы рассрочку и отца. Уже укрдаться. Как бы я ни старался, что бы я ни делал, не слушаться. Хотя всяческим образом пытался. Ладно. Все эти книги, все эти материалы я, честно сказать, искал, шерстил. Ничего подобного я, честно сказать, не нашел. Так, может быть, есть оно, где-то существовало. Опять же, периоды, промежутки времени, которые я смотрел на этих книгах, это начинается до нашей эры и вплоть до 19 века. Но где-то же должно упоминаться какие-то городища, я не знаю, раз было великое государство, что-то остаться от их культурных цен. Но нельзя, вы понимаете, должны остаться. Что-то должно остаться. Что-то. Это не миллион лет тому назад существовало это государство. Должны какие-то археологические, что-то же должно остаться. Но не может быть так, чтобы ничего не осталось. Вот было когда-то государство якобы от Грузии, они говорят, и вплоть до Каспийского моря, от истоков реки Аргун до самого Каспийского моря было у нас государство. Где оно было? Где сохранившаяся архитектура? Где сохранившееся вот что-то? Археологи же должны найти что-нибудь. Что-нибудь, но нету. Если мы смотрим до нашей эры, или смотрим древнюю грузинскую, древнюю армянскую историю, нигде ничего подобного там нет. То есть не указывается о каком-то, как может на ученым, даже пускай это будут арабские ученые, якобы, которые упомянули. Но упомянуть можно и рынок в Грозном Беркут, и мы проезжали мимо, видели базар Беркут, и он находился на Кавказе. Мачу-Пикчу. Надо больше спрашивать по этому поводу у этнографов, лингвистов надо спрашивать. Войдва что Оли, да и Гест Оли. Не Дагестан, а да и Гест Оли, что из нашего. Но опять же, я ничего доказываю. Это больше к филологам. Это не ко мне, честно сказать. Я не хочу от себя что-то на себя брать и говорить, что это так и никак иначе. Не из таких. Так, да, что я хотел. Здесь у меня книга. Меня как раз таки просили. Так, географические, рукотворные мифы, связанные с ними. Тут алмазы вампиры. Проклятое место, где Селсита, Сата, Джейны, загробная море, теща, ведьма, листья. Так, история чеченских, так, селений, героические предания, это Автуринский, славный Ахмат Автуринский, Ойтер Аман с волчьими глазами. Ну, это Найбай, казак, Бало, Бейбулат Таймиев Шамхал, Тарковский, Бершейх, Баймарсгихинский, Борз Махмади, Вахай Умар, Венек сын Сулды, гибель 7 нафтовстроевцев, Дуда Исмаилович, Очкой Мартановский, Дуда Исмаилович, не хвались сделанным, доброе дело, женщина, Зелимхан Харачевский, Тапа Чермоев, Идик Храбрый, Ичерхо, Магомед Мескитинский, Малсек Назрановский, Садулла Гихинский,
Мержуек Айзелгместь Ады, Нарт Орствойсайд, Нарты из Герменчука, Находчивые братья, Николаевское предание, Нагай Мирза, Арстхоевец Нохчу и Арстхоевец Галга, Победа хойцев, Почитание гости, Сабдулла Наиб Шеймля, Сражение с галгаевцами, Сурху Ади, сын должен быть достойным своих родителей. Тавлинские папахи. Кстати, Тавлинские папахи тоже здесь есть рассказ про это, который очень часто спрашивают. Таймазха, дочь Малы, три брата, Турпал Термала, Фиринги, горские акинские предания, Хан Батыр, Хвали Тундхо, храбрый Шатоевский Эстемир, два побратима, мелхостинские побратимы, Дзейд Гадек, изгнание князей из Чечни, Муцул, Исяки, непокорный Цогал, призванный князей, пугливый князь, метливый юноша, князья из Жима, Калкот, Епа, последний князь Джаберлоев, борьбе завоевать Чингисхан Мамай, Ров Тамерлана, Сабля Тамерлана, Хромой Тимур и так далее. И на кистинские вере обычаях. Вот. 303. 303 страница. Сейчас мы... Мади Джемерза и его жена. У меня спрашивали про Мади Джемерза. Однажды Мади Джемерза считается место происхождения вот Чечен-Аул, Чечна. По крайней мере, в преданиях. Я не знаю, насколько достоверно или нет, но чтобы было понятно. Зачитаем об этом предание Мади Джемерза и его жена. Однажды в Чечен-Аул прибыли трое добрых молодцев, чужестранцев, искавших случай прославить свои имена. Подойдя к месту схода аулчан, они спросили, кто в ауле наиболее достойный, у которого они могли бы остановиться без ущерба для своей чести. Последний ответил: вас примет с радостью любой из нас, но сколь скоро вам нужен наидостойнейший, идите к Джомерзе, сыну Мади. Аульские отроки отвели молодцев к дому Джамерзы, который как раз в этот момент вместе с женой скирдовал. Но я это вам зачитывал, честно сказать, насчет его освободил. Да, Мади Джомерз, о нем мы зачитывали, рассказывали. А этот момент описан был в литературе еще 1978 года. Он считается героем исцеления Чечен-Аул. Но я вам зачитывал этот рассказ, когда они пришли, спрашивали, кто, откуда. Он рассказал, что когда убирал сено, если вам нужно, я это, конечно, зачитаю, но я уже повторяться 2 раза не хочу. Был в прошлом или позапрошлом эфире вопрос по этому поводу. Вот. Иштхам, что... Так, Башлам, как думаешь, история про Харачо Зелимхана, про его подарок, вымысел или правда? Ты знаешь, если каким-то образом пытаются очернить одного из национальных героев чеченского народа, такого как Абрек Зелимхан, если очернить, то это, конечно же,
вымысел и провокация тех людей, которые на самом деле не стоят волоса Зелимхана Карачаевского. Если же это какой-то достойный поступок, который описали, что было чаще всего, тогда это все-таки ближе к достоверной информации. Так, вот так я отвечу. Ваши вопросы, что бы вы хотели бы, задавайте вопросы касаемо, что вам интересно спрашивать в любом случае, чтобы мы зря время не теряли. Так, Нахчу from Нахчмуах. Башлам, слышал ты про мечеть Белготой? Говорят, очень старая мечеть. Как думаешь, почему про эту мечеть мало говорят и еще не занесли в список достояний? Честно сказать, не знаю. Я немножко не понимаю. Я видел эту мечеть, у меня есть фотографии, публикацию делать я собираюсь. Но, опять же, это великолепное архитектурное сооружение. Многие люди там указываются чуть ли не с 16-17 веков, эта мечеть. Достоверности этой информации, подтверждения, почему не проверили, я не знаю. Вы должны понять, если у меня будет, допустим, возможность, сейчас у меня, по крайней мере, появилась возможность, у меня есть колеса, я постараюсь поехать, посмотреть и свое мнение высказать по этому поводу. Почему его не занесли, почему не сделали, или не делают какие-то недоработки Академии наук, или министерства различные. Я не могу вам сказать. Я знаю одно. Если бы это было в Дагестане, если бы это было в Ингушетии, если бы это было в других регионах, побежали бы, засняли бы, еще бы накинули бы сверху, сказали, это одно из древнейших, первый еще человек не ступил на землю, Бог шагой Тардари. Но у нас вот такое почему-то, у нас не у всех, конечно, у некоторых людей такое халатное отношение. Это не только к мечетям или к истории, культуре, ко всему. Возьмем тех же чернокопателей, возьмем тех же вайнахитов, которые несут всякую ерунду, а потом у нас возникают вот такие соседи-норнийцы. Так, дальше. Я, говорит, пропустил вопрос про аух. Так вот, Чечен-предатор пишет. Башлам, проблема Ауховского района есть. Да, но считаю, надо с аварцами налаживать отношения. Они и с царизмом войну всю прошли бок о бок с нашим, как считаешь? Вот Чечен Предаторс, ты был вчера у меня в эфире? Вот я не могу понять вас, мои дорогие подписчики. Я не могу понять вас. Что значит прошли войну бок о бок с нами? Почему этот вопрос стоит в нашем обществе? Он не должен у нас стоять. Он не должен ничего. То, что было в истории когда-то, что они были бок о бок с нами в государстве, Северокавказский имамат, или называйте его имамат Шамиля, да как бы вы его ни назвали. Разве это должно сейчас, все должны забыть то, что происходит в Аухе? То, что они напечатали, опубликовали у себя? Почему, когда что-то происходит среди чеченцев, виноват весь чеченский народ? А когда это делают наши соседи, то есть виноватые в ауховской проблеме, а есть хорошие, с которыми нужно вести какой-то диалог. Нет, так не бывает. Если мы виноваты во всем, а они говорят, что их выдавили из Шилковского района, где
какие чеченцы Шилковского района кого-то выдавили. Нет, это лишь причина. А вы забыли, когда чеченцы поставили на своей же земле просто знак Чеченская Республика, как они толпой вышли и КамАЗами вырывали, со знаком воевали? Вы это забыли? Почему тогда здравая часть людей не вышла и не сказала вот те слова, которые вы мне сейчас задаете? Почему они не сказали, имам Шамиль получил убежище у Нохчи, Нохчи его поддержали, он вместе с Нохчи 19 лет воевал. Почему они не сказали, когда вырывали этот знак, когда вопрос по границам, которые они заморозили, не решенный? Почему они с Ауховским районом, с домами ауховцев, Нохчи таких же, как и мы, которые живут на этих землях без малого 1000 лет, их предки там похоронены. Почему они, получив, не обвиняя федеральный центр выделил деньги, построил целый микрорайон. Почему они не говорят то же самое, как и вы? Или говорят, среди них же есть хорошие, да, мы были, имам Шамиль наш национальный герой, а ауховцы и Нохчи всегда поддерживали имама Шамиля. Давайте освободим их дома, отдадим. Это несправедливое отношение к Нохчи народу. Это Сталин несправедливо поступил. И мы, мусульмане и соседи, мы должны эти отдать дома. Почему они не говорят такое? На протяжении 70 лет, если не больше. Почему мы всегда должны идти первые на поклон? Вот что у нас за привычка всегда себя считать виноватой во всем? Разве мы первые начинаем говорить плохое что-то? Нет. Многие считают, уважают Шамиля, имама Шамиля. И героем считают его. И исторической личностью считают его. Ему памятники ставили. Ему в Чечне в честь его улицы называли. В честь его мечеть сделали в Чечне. Сейчас. И она существует. В Тароyском районе Нохчичуя. И деньги выделили на это Нохчи, а не Сюли. Мы идем навстречу. Но мы не говорим, Салатавия это наша территория, Ансалта наша, это наша, везде там Гуниб наш, мы же такое не говорим. А они говорят Кедхи, Муни, пол Шаройского района, пол Чеберлоевского района, что принадлежит им. Я про Аух молчу. Они даже сегодняшние, а некоторые специально провоцируют и пишут, разжигая межнациональную рознь, говорят, казиной Ам, Ирзен Ам, что это все принадлежало им. Что это их все. Вы не видите, человек написал, и причем это раскидывают все и говорят, Ичкерию, говорит, ичкерийские земли мы не сможем вернуть обратно. А вот сейчас Третий Рим падет, мы должны оттуда у вас Ауха выгнать чеченцев. Вы представляете, это какое количество? Это 200 тысяч Нохчи, которые проживают в Дагестане. В 1921 году присоединили, в 1944 выслали, заняли их дома и все, хотят оттуда выкурить. По этой статье я так это понимаю. Может быть, я не прав, может быть, я не образованный. Разве это не так? Это мы должны, мы даже своими поступками, своими вот этими разговорами, проблема Ауховского, это не проблема, это проблемище. Это 200 тысяч Нохчи, которые проживают там и проживали там всегда. Это их дети, это предки, это могилы этих наших предков. Там наш Бойсхар захоронен, там 1000 наших наибов захоронен. А что здесь? Нет. Проблема есть, а мы должны братство. Братство есть. Мы братья мусульмане, как Всевышний Аллах сказал. Но братство тебе не разрешает занимать чужие дома, чужие земли. Этот вопрос не ко мне нужно задавать. Валлахи, биллахи, талахи, у меня нет
Ни к одной национальности предвзятого отношения. Нету, ненависти нету. Но несправедливое отношение к моему народу, в первую очередь к ауховцам, оно есть. Вы забыли, когда туда конным походом пошли ногчи, какую панику они подняли? Милицию, ЦП, не ЦП, позвали этих парней туда тягомотили, сюда. Кто их позвал? Почему они с этими флагами приехали в Дагестан, с чеченскими флагами и так далее и тому подобное? А с Дагестана в Чечню, в места захоронения наибов имама Шамиля, дагестанского происхождения, которые похоронены на Чечне, их принимали с флагами, с машинами, кормили, все делали ногчи. Ни одного сотрудника полиции, кроме как сопровождали их, на руках носили ногчи. А где взаимная? Я хочу понять, где взаимность? Я уже не говорю про то, что даргинцы приехали здесь в гости и так далее и тому подобное. Я это молчу. Почему мы должны быть подрезаны где-то? Где справедливость? Они приезжают с флагами совсем, ассаламу алейкум, говорят ногчи. Мы братья-соседи. А наши на лошадях поехали туда. Хотели посетить могилу Байсангура Биноевского, памятник жертвам депортации. В селении, где проживают в основном все ногчи, Ауховский район. Никто ничего захватывать не хотел. Но взяли свой флаг. Что они могли сделать? Конный пеший поход. Почему вы это не говорите? Там столько... Каждый раз, когда едем ко дню депортации 23 февраля в Ауховский район, сколько постов вдоль дороги стоит. Как будто бы, я не знаю, кто-то захватывает эту территорию. Ладно, я понимаю, нужно охранять место, где массовое собрание. Это я понимаю. Но вдоль дороги целые Уралы, БТРы и так далее. Зачем? Война закончилась. Этот субъект Федерации России, этот субъект Федерации России. Это не независимое государство. Если было бы независимо, вы могли сказать, вот нападут, отберут и так далее, там выстроить вот целую колонну войсками России. Но сейчас нету, и это часть России. Не мне этот вопрос нужно задавать. За братство, да. За хорошие соседские отношения, да. В первую очередь мусульмане, потом соседи и так далее и тому подобное. Но вопрос, как они говорят, 99-100 тысяч, а в реальности там 200 тысяч ауховцев, которые проживают. Не решается их вопрос через суды. Все законно, они даже побеждают. Они не могут это. Возьмите буквально сейчас Артур Бетербиев. Красавчик наш, ну что? Где вот эти непобедимые там и так далее и тому подобное? То же самое с Бувейсером Сайтиевым. Когда что-то касается нас, это так себе. Спортсмен. Вот отношение. А то, что он высказался, Артур, и сказал, что он относится к этой нации, что он чеченец и так далее и тому подобное. Красавчик Артур. И правильно сказал. Где бы он ни проживал, он нашей национальности. Из заслуги его труда он тренировался, кто ему помогал, он, наверное, лучше знает. А жить он имеет право где хочет. И он живет не на чужой земле, он живет на земле там, где его предки проживали 500 лет, 600 тысяч лет. Так что этот вопрос нужно задавать не мне. Да, надо налаживать. Да, во время Шамиля были. Но я не уверен, что имам Шамиль бы сказал, вы сели в их дома, живите там дальше и выкурите оттуда остальных чеченцев. Шамиль такого не говорил, по крайней мере. Дальше. Про мечеть ответил. Вопрос про аух ответил. Башла, мы еще должны братьев в 2 метра земли всегда. Да?
Башлам, мы еще должны оставить землю ради братьев, и 2 метра земли всегда нам достанется. Что за 2 метра, я не могу понять. Если Третий Рим падет, то и Дагестан падет. 100 лет назад они были такими странами без Рима. Башлам, ассалам алейкум. Из картцу футболки Дарстаха. Артур Хамхит. Сахайтисо. Что с этой картой? Это красивая карта, это хорошая карта, хороший рисунок. Здесь эмблема, здесь карта моей, где проживают мои ногчи. Вроде бы ничего такого я не... Шамалам, о, мави, сон... Вала, церк дитяч, о. Без России мы... Без России мы через месяц уже подеремся. Не надо никого драться. И с Россией, и без России. Я не призываю к разжиганию. Вообще не призываю. Речь не об этом. Речь о том, что мне задали вопрос. Я отвечаю на вопрос по данной тематике. Что я считаю, я вам сказал. Мне, честно сказать, наш народ никогда никому ничем не обязан. Если исторически мы когда-то были вместе, делали что-то вместе, то и точно так же карта слишком жирная. Я харазм. Она даже маленькая. Она не жирная, она великолепная. Она даже маленькая. Но это подарок, мне его подарили, понимаешь? Здесь она даже маленькая по отношению к тому, как она должна быть. Это вообще-то не карта, это, как сказали у вас в министерстве, это рисунок, не соответствующий к стандартам карты. Так вот, это рисунок, не соответствующий карте. Но этот рисунок в сердце каждого ногчу. Я так думаю. Уверен. Не на мою карту ты должен смотреть, Артур. Смотри на карту, которую подарили ваш совет старейшин Артему Плата. Башлам, вопрос как историку к тебе. Жуак Плуай Гул Холорсун. Был ли у чеченцев предводитель по имени Махмахадж из Атагов? Есть версия, что он наставником Тейми Библота. Честно, не слышал о таком. Был ли он предводителем, был ли он его учителем, я не знаю, не слышал. Был ли он учителем Тейми Библота, такого вообще нигде не упоминается. Тейми Библот военный, политический лидер чеченского народа до Ермоловского периода и после Ермоловского периода. Что у него был какой-то наставник, может был, я не знаю, я не слышал о нем. Врать не буду. Башлам, Раджаб Элцха Сюли Чо Чуквасин Хон Гини Хон чеченец слабым духом был шаца историю типа Зучо Тагвин Элла Худин Уатер Яш Хазхиечбу история. Есть Солнцегина. Такие вещи я не сильно обращаю внимание. Бытовуху, там что-то. Не удивляйтесь. Зависть, подлость любого человека, она... Я никогда никому не завидовал. Никогда... Никогда ничего плохого не желал. Мы знаем свою историю. Что касается разных бытовухи, которые закидывают слабые, это, то, все показывают какие-то моменты. Если бы я занимался бы разжиганием межнациональной розни, я бы столько бы роликов мог вам показать, от которых было бы стыдно. Но я этого не сделал. Во-первых, я мусульманин. Чужое грязное белье я не резу. В любом народе, а уж тем более в Дагестане, как и в Чечне, и везде на Кавказе, достаточно грязи, алкоголизма, наркомании,
разгульности, разложения моральных каких-то ценностей. И в Дагестане его ничем не меньше, если не больше, чем в других местах. Потому что здесь-то более-менее монолит. Ну, чуть-чуть. Там в Ингушетии монолит, но... А там много разных национальностей, грубо говоря. Если я буду закидывать эти дискотеки, эти развраты, зачем мне это надо? Во-первых, я беру грех на душу. Я сам не безгрешный. Если они это делают, посмейтесь. Астафирлах. Скажите и оставьте. Каждый человек, который клевещет, который распространяет нечисть, он ответит перед Всевышним Аллахом. С нашей точки зрения, как мы должны поступать, показывать и исправлять свои ошибки, не допускать, делать наставления к нашему подрастающему поколению. И мы должны показывать единство. Я прошу вас ради Всевышнего Аллаха, самое главное это единство. Вот эти разговоры войнахизма, братства, биовацра, мюльша, тайпана, хельча, мюльша, кома, хельча, бусул, и хумш мадиц. Бия дудер, Аллах дала, вайтайп нишкуален, вайкаем нишкуален. Хайниш уати, ош хайчан хастек дюч, ахцер цани, дуатха, цакьет, они не понимают. У них нету такого понятия. Это неправильно. Они должны отвечать. Они должны наставлять свое общество, свой этнос и говорить: мы мусульмане, мы соседи и мы братья. Так освободите эти дома, эти земли и так далее и тому подобное. Не пишите, не делайте подлости. Понимаете? Это должно же быть не только с нами, и с нашей стороны должно быть, и с их стороны. Я честно не знаю, чтобы ночи баба, насуили маквахан, муат бячи, хабахкин болгас пешсани, разные военные части шуахо, шингалак бячи, суили шандухал, кидек сун цигина иш ночи. Но опять же, я не говорю, что все такие. Нет, конечно. Да, делали в Дагестане митинги против войны в Чечне. Было такое. Мы это помним, мы это знаем. Они говорили, что это наши соседи, что это неправильно. Это было во время Первой войны. Много чего было. Да, приняли беженцев. В основном приняли, конечно же, весь удар взяли ауховцы, наши братья. Приняли. Сами были бедные, сами жили ущемленные они. Почему? Потому что не возвращают их дома, их район и так далее. Но несмотря на это, они приняли всех без единого. Чуая умьетча, шей последний бежен урсхакш. Кот машой, шадик дяш. Ни одного случая, чтобы хоть копейку взяли они у своих ногчей. Темюкадак аляца шунцар. Митинг шинас шунцар. Дюхал был колоншен, дюхла халят нашуниш насмерть. Иш бовай аухай буш вай коман яхси вайдак мадуи. Лидер луйоч асюгат ахкабах цанха цават. Сунха цигайол каминш хас, сун цацел, цаца уиш каминш дяш вегше хас. Это я все знаю. Но это наша вина и наше упущение. Опять же, это без разницы, это будь в Панкисе, будь это в Аухе, без разницы. Единственное, в Панкисе это земли, которые они выкупили, которые они живут там 200 лет, а эти живут здесь там с 1, с 5, с 19, с 18, с 17, 16, 15 веков. Понимаете? Уайка мадуш. 200 тысяч и термеры кезкама мадаци. А войнук ира идиотчу, который не знает цанте цатуяш мелхер дуцоуш, они начинают говорить аухи цигаберш аухай махка ашбол эхкай сюли буйгар дуй царь зудри сюли байгуэр. Это ерунда, это чушь собачья. На самом деле аухашан юка асан нацикш болшик изгметик. Они реально аспючбаш акинч бала ауховч ала акинч ала акокш ала акиш ала. И они реально дальше, они больше с ними столкнулись, чем мы. Воем заболели мягкие отношения. У нас будет к ним великолепное отношение.
Все будет супер, будем хорошими соседями, побратимы, братьями. Но отдайте то, что взяли. Не надо говорить, это Сталин сделал, нас носил. Это все понятно. Сталин нас уничтожал, и Берия, Сталин уничтожал, там, депортировал. Это мы тоже знаем, но их нет. Сейчас проблема не в них, сейчас проблема в тех людях, которые живые и сейчас существуют. И создают новые проблемы, чтобы не вернуть им это. Запрещают организации, запрещают устроиться на работу, в сельсоветах, высокие должности и остальное, остальное. Есть красные горшки и другие, которые там всячески обвиняют, называют их то ингушами, называют их, то, чтобы только чеченцами не быть, то другое, то третье, то десятое. То пытаются написать на паспорте метрических детей при рождении, написать национальность акинцы. А потом, когда им говорят, мы не акинцы, мы чеченцы, они начинают говорить, ой, мы ошиблись. Не ошиблись. Целенаправленно вот такие вещи делаются, чтобы чеченцы от них отвернулись, а потом ассаламу алейкум. Просто голову нужно включить, и все. Не разжигание, не нарушать законов. Все в законе, в рамках закона. Закон о реабилитации есть? Есть. Построили федеральный центр, выделил огромные деньги, да. Есть и своровали, есть и какие-то внутренние проблемы соседнего региона. Мы туда опять же не вмешиваемся. Мы говорим, решайте, но это же сколько это может еще длиться? 20, 30, 50, 100, 200 лет. Аштанцане, вайс волшу, лоузер, сигак, астам, хольш мабацы. Уайли, уайлила авалу бяхабаксу. Сами решайте. Войну кабырцыхла не бяхмавати. Просто много ученых из Чечни, включая Тисаев, говорят, что Тейми Бибол позволил Арцха Кырцхалу поселиться в Назрани. Когда я начал разобрать, когда Бибол родился, Кырцхалу было 50 лет. Освети эту. Я не могу тебе ничего осветить. Я не Тисаев, спрашивай. Веди дискуссию с тем, кого ты обсуждаешь. Тема про Назрань с научной точки зрения Бух Обулуш. Я еще раз прошу, Артур. Со мной не надо обсуждать работу Тисаева. Обсуждай Тисаев живой. Можешь обсуждать с ними. Я Чимаев. Моя фамилия Чимаев. Мое имя Башлам. Я занимаюсь своей историей. Ты спросил про муллу какого-то, да? Что якобы он учитель Тейми Биболт. Я тебе говорю. Я не знаю о нем ничего. Моя задача и моя работа, мои исследования касаются общей истории, внутренней истории. Я тоже изучаю. Но для меня важнее взаимоотношения с соседями, география, культура, общие нападки. Вот что мне интересно. А какие-то местечковые остальные дела, если кто-то опубликовал, он живой, ты можешь позвонить, связаться, спросить у него. Ибо чтобы я бы не сказал, потом ты передал, а он сказал, что ты врешь, зачем мне это надо? Если Амин захочет рассказать или поделиться со мной, он будет со мной в эфире, и мы поговорим на эту тему. А в данный момент я не знаю ничего. Точнее, если я даже знаю, я не буду обсуждать это с тобой. Вот у меня солидарность со своим народом. С Амином, с Азаматом, с любым ночью у меня солидарность. Все, что они сказали, это правда. Я на их стороне. В данной ситуации я буду на стороне только своего народа. Чтобы до тебя дошло и было понятно. А там внутри мы сами разберемся. Правда это, вымысел или нет. Если мы будем обращать внимание на высказывание каждой, мы недалеко пойдем. Так. Тейми Бибол тот и хайнах ол наха на теречный гвардейский ашбук дешивы шабивы. Тейми Бибол тот и прямой потом шинца бошбу, и они живые, они живут по всей республике, так что далеко ездить не нужно. Любой, кто хочет, узнает, может.
Вопросы Бузуртанову. Он расскажет. Так, много что. Так, давайте дальше. Про название пусть Бузуртанов и Артемка расскажет. Башлам. Я ложь зудраска хальчбери цибяхлой. Я ложь зудраска хальчбери цибяхлой бога. Я не могу с какой точки зрения сказать тебе. Давай скажем так. Я тебе преподнесу 3 версии. Там ты уже выбирай сам. Как ты считаешь, что ты считаешь? Первая версия. С точки зрения религии. Это не запрещено. И не сказано ни в Коране, ни в хадисах, что у них кровь будет нечистая. То есть, с точки зрения религии, это автоматически отпадает. Бяхмабила шокунгясая. Вот сейчас в эфире, а он пока я в эфире. Хайвачок, хази шатсунсу. Я Инстаграм, Ютуб, чуа эфире аус. Баркала, брат, баркала. Всем адыгам салам. Огромное спасибо. Сейчас пока в данный момент я в эфире. Я заедаться это. Вот сейчас пока эфире ау. YouTube чуа, Instagram чуа. Ю хажа с жваплу. С точки зрения религии нет такого понятия. Второе. По адатам. По адатам, что говорится? Если ты женишься, агаска аля, милая аля, церц и бюх ложь дац. У нас патриархальное общество, у нас все идет по отцу. Цюнда нохчи валаха, и ша нохчи лошу. Я не слышал такого адата, где говорилось о том, что Раской наняла, я Гюрджи наняла, я, любой другой нации, что Иценхульшвац Элла, нету такого. Однако, что касается адатов и культуры и фольклора, в чеченской культуре очень много рассказов, где сын, появившийся от другой национальности, я вам говорю о повестях, рассказах, предавал отца, оскорблял. Оскорблял это, каким образом у него было 2-3 жены, и именно сын от другой жены помогал, когда враги в тяжелый момент приходили и воевали с нашим народом. Очень много рассказов, когда они предавали своих отцов. Я думаю, что традиции и культуры нашего народа хотели тем самым передать, что все-таки среди нашего народа есть вот это понимание, что может быть так. На самом деле, в реальности, я думаю, это делалось, чтобы не было растворения собственного народа и не было много межнациональных браков. Я не могу утверждать и говорить, что у нас немного таких браков. Поэтому оскорблений, унижений таких никогда не было среди нашего. То есть, это только если за эти слова нужно было отвечать. То есть, это вплоть до убийства. Это кровная месть. Поскольку патриархальное общество. С одной стороны, адаты не запрещают этого. А с другой стороны, в культуре прослеживаются некоторые моменты, которые говорят, что лучше жениться на своей. Ибо только мать воспитывает ребенка, пока отец воюет, добывает, охотится. Мать воспитывает, и с ее молоком передается язык, культура, традиции и так далее и тому подобное. Отец больше наставляет, воспитывает мужественную сторону. Остальное от матери. Вот так считается. И вы видели и по традициям, и рассказам многие.
Если эта женщина любой другой национальности полностью и культурно всем влилась и стала частью ночи народа, то однозначно здесь никаких проблем не было. Но если она не передавала, не изучала ни язык, ни культуру, не передавала ничего чеченского, само собой, есть вот это поверье и рассказы, где вы слышали, да, при любом не соответствующей нашей культуре проблеме, любому человеку говорили, нохчи уй хадана, нохчи дуй, хон хахул, кто хаху уяздингал, хон хаделла и хайкал. Это есть. И когда говорили, цунам гар нан эцкомахю альча, никогда не было такого, цунц иц эндацо, нет такого. Не было такого. Почему? Потому что только отец и линия отца может говорить о чистоте или нечистоте. Ну, по крайней мере. Вот вторая версия. Что касается третьей версии, с медицинской, я углубляться не буду, но хочу сказать, что это позитивно влияет. Больше, чем негативно, позитивно влияет. То есть, моя дорогая, чтобы гуттара, чтобы род не вырождался, нога барска тушка лишь, короче. Больше более устойчивый, сильный, и ситуация, чтобы всегда. Но из бога куда? Если у тебя одна гаплогруппа, J2, да, а J1 егиалу есть, я L3 егиалу есть, я Q егиалу есть, я T егиалу есть, можно войнохчик оманю пахать. Вечно одно и то же цанцинах, кигдой, цагаплогруппу, делу гашулё, дети рождаются умственно отсталыми, с многими заболеваниями и так далее и тому подобное. Ну, это наука говорит, по крайней мере так. Род может вырождаться, то есть больше будет появляться девушек, меньше мужских, мужского пола детей и так далее. Есть ситуации. Там. Есть еще другое, но дальше продолжать смысла я не вижу. Поэтому с точки зрения истории, с точки зрения культуры я постарался тебе объяснить. Магинду эльметик. Магиндат эльметик бат свой коман, такого нету. Но поощрял бы я? Нет, я не поощряю это. Нохчи дукка хазала дылдуак зудбешту. Нохчи чего нохчи не гялу есть. Уэй диабедишту. А киш комар ялаин. Цин культурный ценность эвизин. تو غاز قيمات بيجحص أنا قلب دوق شعموقي بوتسا مو خدوسا قان حمو بيعني сумца, я не приверженец таких вещей. Вы, конечно, можете делать, что хотите, но эссейк хач эсидой тардацер. Нохчи чего, нохчи ялу ез. Цюннас, хазгылык, анда, борш хила, муатца бяхтит, иллу махила, муат махиек, лей амалш малиелиейт, нохчел дил ди боша, дас и бошхальч, нас и бошхальч, это на кона хиру. Дас нохчел дюча нас, а ты пойди поучись, иди возьми Ролтон. Ничего, феминисты это хорошо. А можно сходить разочек на дискотеку. А может, ты в Москву поступишь на учебу. А может, ты вот... А почему бы на Светке не жениться? Светка хорошая девочка. Она может принять ислам и так далее и тому подобное. Ну... Я не знаю. Это вот... Может, у меня как-то не такая голова. Может, я туплю, но... Я считаю так. Нохчу что? Нохчу не гялич. Дикту. Нохчу был. Куду Хуэй, гиллак, швейт, аш, вэй, юка, хоккир. И черкизитай поняла, из Китая поняла, киечтай поняла. Нохчи, гиллак, нохчи ладош. И иштхилдез алхиецу. Хундачи, и с учетом того, что у нас огромное количество женщин. За эти 2 войны погибло огромное количество мужчин. Так,
Долахыл без, үштер беш, тайт без. Ой, цахаушет, акан. Мечк наш табиатлус, кьечан табиатлус, ой, лельче. Ой, чан худовой. Мари ма, о, арбо чун ма, о, хокунга ма, ой, борду. Цамо биг биеш, бачиш? Дэр квелин ма боиш, дюзела, халит, цанзуда халит, иш сахил цадиези. Ой, нис хирмадаци так. Ой, веш балаца беш, ой, кьечарг балаца бош. Так не бывает. Иш нис дуэлца ецуни. Ой, балу без, ца аялу ез, ши ако аи аялу ез, это бала. Orang tadi бердайтит ез, нормально, тем хрюк. Но зудрищет бог чодук. Они у нас очень, вот это в крови, наша женщина, оно передалось, очень многим передалось. То есть они не хотят очень делиться до целя их. Шикозу диалера вообще цадиез хоча. Но, короче, это долгая история. Башлам борс чимая уатсо башлам чимая ук. Я не работать Исаеву хочу с тобой обсуждать. Я про твое мнение, про основание Назрани как историка. Абсолютно без предвзятости, без левых там движений. Ну, Артур, смотри, когда создавалась крепость Назрань, есть информация доступная. Про переселение туда ингушей есть информация. На равнину вообще, не только в Назране, в крепость Назрани, на появление термина назрановцы, какие там традиции, что это все есть в доступе. Я не хочу влазить в вашу историю. Ты пойми, все, что я скажу, ты можешь просто задать ради интереса мне вопрос. Что бы я ни прорассказал, что бы я ни процитировал, оно будет восприниматься в негативную сторону. Вот такая вот, не все, к сожалению, Артур, еще готовы у вас понимать, что нету предвзятого отношения у меня или у ногчи народа. Да, по этим границам многие вещи мы не можем простить, и вы не можете простить. И до тех пор, пока многие не поймут этого, это бесполезно. Что бы мы ни говорили, это все равно будет, вот вы влазите, зачем вы говорите, получится. Я занимаюсь исследованием истории, там, блогерством у себя в Нохчичу. Крепость Назрань. Могу тебе сказать одно. Крепость Владикавказ, крепость Назрань, крепость Грозная, крепость Моздок, крепость Кизляр. Все эти крепости в основе своей были построены против чеченцев. Против набегов, допустим, Владикавказ и Назрань это 100% против набегов на военно-грузинскую дорогу. Это однозначно. И все, кто поселился там, под какими условиями. Дальше тебе объяснять ничего не нужно. Даже крепость Грозная построена против чеченцев, хотя она находится на территории Чечни. Моздок крепость, Кизляр крепость, они все построены, внезапная крепость. Все они построены против чеченцев. Ногчи. Нравится это, не нравится это. Факт остается фактом. Такова была история. Чеченцам я имею в виду, без разницы. Имам Шамиль там будь, или шейх Мансур там будь, или Бейбулат Таймиев там будь, или любой. Да, есть это основание, где говорится, что Бейбулат Таймиев дал разрешение совместно с кабардинскими князьями, разрешил спуститься и области Назрань поселиться ингушам за счет того, чтобы они приняли ислам. Это есть все в документах. Не надо у меня спрашивать. Бейбулат Таймиев – представитель ногчи народа, который имел право давать или не давать, разрешать или нет. Потому что он был предводителем. Как и кабардинцы, потому что у нас границы были с кабардинцами. С ингушами границ не было в этой области в тот период. Я не знаю, может вам рассказывают что-то, но по крайней мере здесь источниках говорится, указывается, что они примут ислам, что будут границы, что мы не будем вместе воевать, примут ислам, что будут мечети и так далее и тому подобное. Почему? Потому что в дальнейшем идет речь, когда заключалось это соглашение с царской Россией, там же указано, что мы там
более не будем помогать, взаимодействовать там, с чеченцами, кабардинцам, никому ничего давать, ему и так далее. Но это все есть. Где-то укороченная версия, где-то большая версия, меньшая версия. Где-то чеченцы указаны, где-то не указаны чеченцы. Но у нас, по крайней мере, есть это так информация. У вас она может быть немножко другая. Все. Ну, давать дальше пояснения к этому не стоит. Так, дальше гаплогруппы на женщин не влияют, у них митохондриальные. Давай сейчас со своими митохондриальными оставь. Знаешь про государство Мелхи? Видел один пост про это от адыгского истории. Нохчих историй. Не Мелхи, а Малхи. Есть об этом. У Гумбы есть достаточно этого материала. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. А территориально Мелхи, они всегда были частью Нохчичот. Но я слышал о конкретных региональных каких-то движениях, грубо говоря, Тухума Мелхи. Почему-то тейпами у нас нет, это Тухум. Большой, воинственный, достойный представитель Новчи народа, относящийся и к названию Дзурдзуки, и к названию кистинцы. Вот. Как и Тируай, как и Мелхи, и Орсхвай, Эхкай, Лам, Эхкай, Ношхвай, Шадешвай, Цаду. Отдельно, ну, опять же, на книге у Гумбы это есть. Можно спросить, что там прощать, не прощать, Уэй, дак излет, она же не к силе Хири ушла. Я знаю, что они против Мансура были сделаны. Ну, если ты знаешь, что земли Назраним были... Это я уже рассказал. X-Files, Баракел, да, Малхи. Есть такое государство. Давай сейчас, чтобы огульно. Я долго не буду тебе об этом ночью истории Ваша. Давай я тебе кратце. По крайней мере, на картах она есть. Так, давай посмотрим. 45-е. Сорок пятая. Странно, я не так посмотрел, не туда посмотрел, что ли? Малхи. Нет, 60-е. Бяхнулил. 60-е. Чисто для тебя, братан. Прочитаем. Быстро. Так. Если Малхи. Если предложенная армянским географом и Леонтием Равели локализация нахчийских племен Нахчиматян-Кавкасян в первом тысячелетии до нашей эры верна, то, естественно, эти племена должны были граничить с древними абхазами и адыгами, черкесами, а также иметь с ними тесные и длительные этнические контакты. В таком случае нахчийские этнонимы не могли остаться неизвестными для соседних кавказских народов. Однако, к сожалению, отсутствие у этих народов в древности письменности, во всяком случае до нас не дошло никаких письменных памятников, не дает возможности узнать, под каким именем нахчийцы были известны древним абхазам и адыгам. Вместе с тем, название крупного этнического массива на Кавказе первого тысячелетия до нашей эры, каковы представляются нахчи того времени, могло быть зафиксировано в дошедшем до наших дней богатом фольклоре абхазов и черкесов. В связи с этим привлекает внимание этноним Малх, сохранившийся в абхазском и в адыгском фольклоре. В ряде сказаний абхазского нартского этноса, относимых к древнейшим слоям, абхазские нарты при международных контактах часто сталкивались с этнической группой племенных объединений, выступающей под названием Малхуз, варианты Мархуз, Матхуз, где формат уз является этническим показателем, то есть идет мелхинцах или мархийцах или матхийцах, если судить по сказаниям древней Абхазии
и молхузы, матхузы, мархузы на протяжении длительных времен находились в тесном контакте друг с другом и взаимоотношениях. То есть это получается, они говорят, что этнические, то есть названия, которые были, разные типы, там, Уарсуай, Галай, Ямелхи, они называли, говорят, но вот конкретно обо всей территории, всех общих названиях, поскольку не имеет письменности, мы не имеем подтверждений, кроме вот конкретных там обществ, с которыми общались. Ну, допустим, адыги с адыгами, вот адыгские, кумыкские, некоторые документы, когда я читал, там речь идет о чинхоевцах, о даутмартановцах, об атагинцах. Таких народов нету, а есть общество. Ну, видать, как при взаимоотношении они называли их вот так. Вы откуда? Вот те говорили, мы там с атагов, или примерно я говорили, чеченцев, чеченоульцев и так далее и тому подобное. Вот так вот. Хылацаба, взаимоотношения были бахцу. Территории были наши немножко другие. И это не он говорит. Там приведены конкретные так, документы. Да, так, сегодня нам, по крайней мере, уже сейчас, уже второй час, и 3 человека задонатили, поддержали наш канал. ДРС Хилсер дал Сидуэл, дал Духдах Дуэл, Гона Костардорна, Вайцани. Это Рамзан, Эльстаншхуа, Рамзан, дал Духуахуэл, Айса и еще один. Вот 3 человека поддержали нас сегодня. Дал Сидуэл, дал Духдах Дуэл. Баркалла за то, что поддерживаете нас и помогаете нам. Вот. Я являюсь... Иштхама шнукшун выжри. Выжри, ежри. Так, дальше вопросы. Ибраим Хаттар, ждуй. Если есть вопросы, задавайте, чтобы я зря не терял наше драгоценное и время, и все остальное. Есть, но у меня сейчас это так сказать, карты ДНК у меня сегодня нету. Я забыл ее взять. По этой карте ДНК вы увидели бы, что аллы, что нохчи имеют один корень. Это одно ДНК. Я не знаю, почему там. Умадац, Артур. У меня шляпы нету. Артур, ты свою такую мощную ингушскую шляпу такую прошли? Я ее одену в следующий раз. А так, под крышей мегагду. Пяс хельчедикду, пяс сахельчедикду. Сун яца ецайк унзел гайт. Все, что есть, это мое. И лысина моя, и рыжая борода моя, и моя родина, карта моей родины, герб нашего канала. Все мое, все свое. Всегда с собой ношу. Амадите какая?
Дукам цахил тарлой, Артур, дук Аллаху дерлик туар дуай. Харцу лилу цаезим хасун. Харцу юй, амули ляха, унзал балаха, мещи лаха, упада лаха. Харцу цахил чани. Главное справедливость, главное честно. Это самое важное для всех нас. А остальное, все, что мне дал Всевышний Аллах, мне хватает. Самое, знаешь, что важное? Что люди, которые меня не знают и которые, в принципе, не знают ни о моей работе, ни о чем, столько про меня гадостей писали с вашей стороны. Про мать, про отца, которого у меня нету, да, я что давала. Столько грехов на себя взяли. Я просто-напросто поражен этим. Забрали столько грехов. Может быть, это и хорошо, но каково будет им, как тяжело будет им мои грехи перед Всевышним нести. Поэтому я никогда ни одного, любой национальности, да, нани, хаеву саукадат, мать и отец никогда ни в чем не виноваты, ни одной национальности. Они никогда не хотели, чтобы их дети были такими дегенератами и умственными отсталыми. Каждая мать, каждый отец воспитывает своего ребенка в надежде на то, что он будет лучше всех, умнее всех, достойнее всех. Но, к сожалению, есть такие люди, которые, так сказать, недостойны своих родителей. Ну, что мы можем сказать? Мы можем сказать только одно. Дал Маршал Дуэльцун. Царн Масана. Что касается вопросов, я понимаю, что многим может и не понравится. Вот мне написали там о том, что по поводу жениться, не жениться. Этот вопрос очень сильно интересует и представители нашего народа. Очень сильно интересуются этим. Но я хочу сказать об одном. Мы никогда не упрекали наших отцов за прекрасные адаты и традиции, которые оставили они нам. И которые многие соблюдают, достойные соблюдают, недостойные космополиты современные не соблюдают. И это, честно сказать, проблема всегда была и всегда будет. Дегиду. Артур. Ты знаешь, сагялер, нохчи сагялер, ягалгай сагялер, галгай сунцаята отдельно кам. Аздек дайдун. Нохчи ялер, галгай ялер, сунцадуй. Абсолютно. Это как дишни ялет, иру ялет, цуантру ялет, я пешху ялет, я тумсу ялет, я зумсу ялет. Такая же разницы нету. И мелха елаяц, и галга елаяц, и орску елаяц. Для меня они все один народ. Потому что я заканчивал исторически, я знаю, кто они. Для меня нет никакой разницы. Это не другой народ. Валлахи, биллахи, таллахи, я говорю, что это не другой народ. Нету, понимаешь, мы всегда были и есть одним народом. Вот. Ну, в связи с политическими событиями так получилось, что мы сегодня отдельная нация, отдельные народы. И пускай сегодня каждый живет у себя дома. Сагялер, цаялер и саук дацу юкарертер. Хундерча, о, онахуа, певег онахуа, шен язык цур, шен ешел саг хаялры. Но сун садевищи зуд галгаю. Далдек алвалихин сами очи. Галга тайпан. Не оман тайпан яри галга. Нок маделаш. Никогда сайдахря вот до 18-19 года суни милуч комах ю, милуч тайпан ю хейндаться.
Валлахи, да. Вот. Цундера ищ ситуацию, если говорить общем. Ас миллиалрери сюкхатнеге Амир дал ушел. Амир сун эги цавуиз ас та ломан хуа сей бат сей бартел шурук эйч вардош гартел куак дуах шоуда дуахардош чиет беш хокон бохтер бош деппер горант эхен дуй دعيقة سايقة روش إشت سي قوما يقالوا للقص سي خاتش دو إيش نش باتسي سون دير سون تسويش اجي تسويز قيوك تسويز اسمي لي говорил, это сей личное, это мое, сей лу говорю, сей целу говорю, но с я лошла сунха асмилялу, примерно бас. Цундера, каждому свое. Я зудри балом бурвай, только вот йоца йодыш, да, сквой. Инса хаз зуди алош хальча, хаз крутой машян хальез, дикча балха хальвез, даккать ин ваш хальдез, ишту хинс. Халсан дац. Цундера, сейчас зуди алали, тажим уайли. Ладно. От истории мы как-то перешли к бытовухе. Ладно, задавайте вопросы, если у вас есть по истории. Сейг хатча. Идеальный вариант. Раз мы так пошло, и мы делимся между собой. С севера, части моей родины, теркистью из. Запада, нашей родины. С востока, аух. С юга. Это пенкиз иштай. Массанари зудайра, да? Чтобы на все 4 стороны. Массу агу гергелодо, что ер сабу, гош сабу, ерш сабу, сомасра сайниш бу агу. Вот таким, думаю, должно быть. Башлам. Иштниш бац, бо швея, изри, оскорблять мобе, не путай их с... Оскорбление моя, а с Богом, он, конечно, я не оскорбляю. Я шучу, это была шутка. Я знаю, как ты отшел до Кардольши, чьи это таких физически нет. Это была шутка, я надеялся, что вы поймете. Ну, раз вы так говорите, конечно, везма, выезжали. Уэйсена хаз. Мягкий. Сиескш. Но dünyada bak. Сам хаз dünyada зудбеш вай қомаду. Валлахи биллахи таллахи. Цер хазал, цер дикал, цер коммершал, цер ях, юх. Ас да эдина ши да облепитни, мехи, туда ищца бючу нас. С настоящий цена. Цидош бовай, оман, мягкий бюц. Сиесек ребюц. Сиесек гю, сиесек. Üç büyüsüz. تيني تشواتني حيواتني سعيواتني اشتهيقي عيرن سمج قيرلش بيش بات сводишь беш. Мы говорим о нормальных людях. Я, конечно, не тоже Элен Делон, но мы говорим о достойных. Поэтому я не считаю это оскорблением. Я пошутил, надеюсь, понятно это для всех. Задавайте вопросы. По истории, конечно. Можете по истории, можете по любому вопросу. Я же вам сказал. Главное, чтобы не политика. Главное, не новейшая история. Я не хочу никоим образом связываться с этим. История и так далее, и так далее. Здесь мы можем говорить непочатый край. Чугул, там есть разные версии. Мы вот с одним исследователем встречались, разговаривали. Кто-то Курхарс называет, кто-то Чугул называет.
Просто там есть такая тема, кто видел, для лука или стрел были, как они назывались правильно, это алейкум ассалам, я не знаю правильно, как это, если вот вы увидите с тех пор, с древние, которые у нас сохранились в музеях, если вы увидите, если его перевернуть, это точная копия Курхарса, Чугулах. Точная копия. Я не утверждаю, может это совпадение. Просто один в один. Это для стрел и лука. Вот то, что, как она называется сегодня, на сегодняшнем языке кабура. Чугул олсун анохчу матасу галцеваля. Вот это точная копия этого колпака Курхарса. Алхамдулилlah. Поэтому я не утверждаю, но очень большое совпадение. Вот. Назвать его фригийским колпаком, я не знаю. Есть такое, да, оскорбительной темы, но все-таки с точки зрения истории, думаю, что оскорбление неуместно. Башлам, давай про историю, вообще неинтересная тема. Башлам, давай про историю. Я вообще-то про историю говорил. Вопросы же не я задаю, а вы. Башлам, когда окончательно произошла исламизация чеченцев до или после Бершеха? Бершех Курчело. Исламизация полная, окончательная, завершилась в 19 веке. Бершех, насколько я знаю, был вроде бы 15-16 века. Так что далеко до исламизации закончилась. Первое проникновение ислама, я еще раз говорю и повторяюсь. Исламизация нашей территории не обозначает того, что вот сразу ислам зашел в Чечню, и должны сразу построить мечети. Это не обозначает. Это был очень долгим процессом. Чтобы вы знали, официально окончательное принятие ислама Дагестаном по официальным версиям с 8 по 15 века. С 8 по 15 века. Считается, по крайней мере, зафиксировано то, что я читал. Это в Дагестане. А вы должны понимать, что с востока, с юго-востока пришел ислам. Через Дербент, со времен табиина, со времен Умара бин Хаттаба, вот с тех пор. Вот. Почему-то очень удивляется, что территория Чечни принимала там, допустим, с 10, с 9, 10 века, с 11 века, вот и по 18-19 века, почему-то удивляются этому. Удивляться ничего не стоит. Поскольку наш народ очень древний, автохтонный народ, не все так просто, как сегодня указывают и преподносят многие. Поскольку мы сегодня 99% мусульмане, один оставим, это заблудшие овцы, да? Сегодня нам очень трудно говорить о доисламской, домусульманской истории. И вообще об этом очень сложно говорить. Времена джахилии обсуждать мало кто любит. Там есть моменты истории нашей, которые не самым лучшим образом, более суровые. Вы должны понимать, что во времена язычества народ был более воинствующий. Но и некоторые вещи были не очень приятны. Я их обсуждать, конечно, само собой, не собираюсь, не хочу об этом говорить. Но, однако хочу сказать так, что ислам распространялся медленными шагами. К чему приводит, что предлагают, какая альтернатива. И каждый богослов, который красиво умел преподносить это, добровольным, не забывайте, не воинственное навязывание ислама, а добровольно, это совсем другая вещь. И еще нас поддержал Амад дал Сидуэль, да Духуахвал, ДРС Хил за поддержку, тот, кто донатит, помогает.
по номеру карты, вот, которая указана на нашем экране. Огромная вам благодарность. Без вас я не смог бы, как говорится, вести дальше свою работу, проводить и подготавливаться к нашим эфирам и стримам. Распространение происходило по-разному. Отказываться от старых культов тоже нужно было. И если образованные люди мягко, красиво умели преподносить, доходчиво, ислам продвигался более тише, мягче, красивее. Вот Бершейх Курчалинский, правильно, Курчалинский, да? Это было распространение ислама немножко более жесткое. Он не любил церемониться, он быстро пытался продвигать. Но опять же, не забывайте, что во время имама Шамиля, а это первая половина 19 века, это последнее время, когда уже окончательно ислам был на всей территории Чечни. И плюс части Ингушетии проникновения. Мы знаем, кто такой Ташухаш, Сейснар Вукаш, он Ташухаш Сейсанский. Я говорю про историческую личность, сразу прошу, не я прошу вот эти там суфисты, салафиты, малафиты, вот эти вещи, мне не надо. Я говорю про историю, о нем как об исторической личности. Он распространял ислам и вплоть до, говорится, что он дошел до Адыгеи, до адыгов, вплоть до адыгов дошел, занимался миссионерством, распространением ислама. А он был воином. И он был одним из приближенных и Гази Мухаммаду, и Гамзат Бегу, и успел еще и захватить период имама Шамиля. Ну, не буду сейчас вникаться, что он мог быть третьим имамом вместо имама Шамиля. Об этом я много раз рассказывал, как некоторые дагестанские алимы поддержали Шамиля, а не Ташухаджи, потому что он был другой национальности и так далее. Ну ладно, это я не буду, это уже рассказывал. Распространение ислама — это очень важная, очень интересная часть истории нашего народа. И многие думают, вот ислам пошел, все, распространился. Нет. Шариат и внедрение шариата, которое было про имама Шамиля, оно было намного жестче, потому что об этом говорят и документы, и российские документы, которые фиксировались. То есть за то, что если курили люлю, то есть трубку, там, вплоть до отрезания губ, за сруб деревьев одно наказание, если ты не мог оплатить штраф. За спиртное другое наказание. В яме можно было месяцами, тебя в сырой яме держали. То есть это все история, конечно. Но это вот распространение ислама по-разному каждый видел. Поскольку наш народ всегда был свободный, ему ничего нельзя было навязать. Кто-то понимал, кто-то не понимал. Есть люди, которые до сих пор не понимают. Это Аллаху алям. Я думаю, что Всевышний Аллах запечатал их сердца из-за своей грязности и сатанизма, которым, вы понимаете, о ком я говорю, поклонение там к всяким анунакам и им подобным дьяволам, шайтанам и так далее. Но в основе своей, в истории нашего народа, принятие ислама было добровольным и мирным. И началось оно, без всякого преувеличения, с X-XI веков. По полевым материалам, первая мечеть, которая указывается, опять же указывается по полевым материалам, считается, что была Чаберлоевская мечеть. Дальше идет уже Белготоевская мечеть, которая ближе к XVI веку и так далее. Сохраниться они не сохранились в основе своей, ну, кроме Белготоевской, Чаберлоевскую восстановили.
Нижлоевская, 19 века, 1900, ну там уже начало 20 1900. Вот, Нижлоевская, я вам рассказывал, показывал даже. Лам Ахи в Терлое, вот в Шаройском районе. Очень красивые мечети. Во время, после депортации, когда вернулись, были сожжены. Я вам в своем, вы можете посмотреть на нашем канале, есть видеоролик, где я вам показывал красные, обожженные. Поскольку внутренняя часть мечети всегда саманом покрывали, имеется в виду глиной замазывали, ее подожгли, и огонь сделал красными стены, то есть оттенок красного, это мечети. Там нашли куски Коранов сожженные и так далее. Когда я спрашивал местных Хадина Ачана, что они сказали, что здесь жили раньше сюли, когда были депортированы. Я не знаю, сделали это НКВДшники, я не знаю кто, но мечети были сожжены, разрушены. Стены сохранились. Какого периода они 16-17 веков? Поскольку башенные комплексы, жилые башенные комплексы, которые там есть, они 15, 14, 16, 17 веков. Прямо на обрывах скал. Это Шаройский район, я говорю, Шикариш у нас ючик. В Шикарое в основе своей 4-5-этажные жилые башенные комплексы. Вот. И мечеть там, насколько я понял, это мечеть то ли 17-го, то ли 16-го, рубежу 17 века. То есть я столкнулся с Чеберлоевской, с Белготоевской, Лам-Ахинскую мечеть, которую восстановили тоже. Она тоже по старой, как бы, методике, как было ранее. Но она была, если не ошибаюсь, то ли 18, то ли 19 века. Лам-Ахкай, между у нас. Вот, мечети были и распространение религии ислам. Многие говорят, что якобы шейх Мансур распространял. Нет, шейх Мансур не распространял ислам. Шейх Мансур возрождал ислам. То есть были моменты, определенные моменты, когда люди начинали отходить от веры, вести себя неподобающе. Но Хейнсмуду на сегодняшний день, когда в мечетях рассказывают имамы, они же призывают Бушул Бухел Хедек. Это и есть призыв к исламу. Не потому, что ты не мусульманин, а чтобы ты не отказывал, чтобы ты распространял, чтобы ты всегда придерживался к нормам ислама. Вот так и в то время шейх Мансур призывал, говорил, возвращайтесь, не пейте, не курите, не воруйте и так далее и тому подобное. Ибо отказ от веры приводит к разложению, уничтожению, деградации нации. Поэтому шейх Мансур, я думаю, несмотря на свой молодой возраст, знал это прекрасно. Ну и плюс к нему приписывают вот эти сны и видения, которые к нему снились. Вы не забывайте, я зачитывал как-то и писал по этому пост, об этом пишут российские военные, они рассказывали о том, что шейх Мансур предсказал, что будет какое-то природная катаклизма, что в это время произойдет землетрясение. Ну, он сказал, что земля содрогнется, описал другими словами. И в это время, когда указал именно шейх Мансур, это произошло. То ли он во сне видел, то ли Всевышнему это как-то подсказал, не знаю. Шейх Алдуясна Бог, ему дает то, что человек предсказывает, может видеть то, что не видит. Коран штука. И об этом описывает. И они его называли, поэтому уже пророком называли. Русские называли, кстати, офицеры, которые записывали. Лже-мессия, лже-пророком. Хотя он сам никогда себя не назвал ни пророком, ни мессией и так далее. Там никогда нет вот шейх Мансура этого. Но везде фиксируется так. И после этого, говорят, начали стекаться со всех. Люди начали рассказывать. Вот он сказал, это произошло. То ли землетрясение, то ли что-то. И люди начали стекаться к нему. С гор приносить дары и так далее и тому подобное. А он уже занимался непосредственно, рассказывал об исламе и так далее и тому подобное. Не принимал там, указывается, что дары он не принимал, раздавал их. То есть вот такие моменты есть там описаны. Они пытаются всячески очернить шейха Мансура в этих, конечно, писаниях, рассказах, но он ничего не принимал, из этого богатства не делал. И единственное, что он принял там,
кусочек материала, из которого там сшил для себя длинный вот этот зеленый, кажется, зеленого цвета, шил себе национальный костюм. Об этом говорил. Башлам, почему ты доверяешь картам как аксиома Мачу-Пикчу? Я не доверяю картам как аксиома. Я использую карты, сверяю карты. То бишь, поясню тебе как. Это документ, во-первых, исторический документ. Если эти карты, допустим, карта немца, француза, англичанина и остальные, они совпадают, и эти люди жили в разные эпохи, они друг друга не знали, они с друг другом не контачили, не делились и показывают определенную территорию, местность, общины, значит, в основе своей она является историческим документом, подтвержденным и не опровергнутым. Это является частью истории. Я не могу. Точно так же, как и археологические раскопки. Я, как историк, ну, грубо говоря, или исследователь, я должен ссылаться на какие-то документы. Аксиома в том, что одна, другая, пятая, десятая карта говорит, что в начале 19 века, в 1801 году, от военной грузинской дороги до Кистинского хребта, а ныне он называется Андийским хребтом, жили, проживали ногчи чеченцы. Все. На всех картах, если это указывается в основе своей как таковой, это достоверная информация. Это одна из, как ты говоришь, аксиом, которые подводят. И я смотрю на одну карту, я смотрю на другую карту, я проверяю документы, и они указывают. Если даже не карта, описано это. Только таким образом ты можешь свою историю изучать. А каким образом? Никто из, допустим, из историков не может прожить 1000 лет. И как ты расскажешь историю, что является истиной? Само собой, полную историю и достоверную историю может знать только Всевышний Аллах. А я должен, в свою очередь, читать книги, смотреть карты, проверять, смотреть археологические какие-то раскопки, документы. Все это объединять и рассказывать людям историю, объединив это и рассказать, как оно было. Потому что со всех сторон оно подтверждается. Вот и все. От того, что ты говоришь, хорошо. Ты говоришь аксиома, примерно возьмем. Нет, ты говоришь, нету ни одной карты, где указано, допустим, Аваристан. Примерно, да? Окей. Я говорю, на карте нету. Но если это государство с высокими цивилизованными гражданами, оно существовало не 10-20 лет, оно существовало 100-200 лет, оно после себя должно оставить какое-то наследие, культурное наследие. То бишь, какие-то города, какие-то памятники культуры, здания, если есть, окей, кухонная,
упоминается о 211 или 212 тысяч человек. Из них 11 тысяч ингушей и 196 или 198 тысяч это ногчи. Это я тебе говорю за 1811 год, если не ошибаюсь. 800, ну, первая половина 19 века. В 18 веке численность населения ни у кого нет. По крайней мере, я не видел такой информации. Это ответ. Башлам, что ты думаешь про Мравелли и его теории заселения Кавказа? Что я могу думать? Об этом написано, ученые написали, опровержений нету. Неплохая теория, очень интересная. Истину знают Всевышний. Что-то нравится, что-то не нравится, но Мравелли, Леонтий Мравелли ничего плохого не говорит о нас, в том числе, как о едином. В отличие от Вахушти Багратиони, который появился, был в 18 веке и написал очень много непонятного и плохого. Кстати, он же взял многие материалы от Леонтия Мравелли, об этом говорится и указывают ученые. Как и карты он чужие брал, то же самое. Башлам, перед выселением в Чечне были он же взял многие материалы от Леонтия Мравелли, об этом говорится и указывают ученые. Как и карты он чужие брал, то же самое. Башлам, перед выселением в Чечне были поэтому ничего удивительного нету в этом, поэтому мы должны это прекрасно знать. Название, селения уничтожены, все остальное осталось и существует до сих пор. Насколько я знаю, я читал последнее, я знаю, кто принял последнее, какой тейп принял, последний уже приняли ислам. Год был 1826. Названия могли остаться. Но последний тейп, который принял, был 1826. Вот, и все. Дальше. Башлам, норницы говорят, у чеченцев был Курхарс. Это правда? Это правда. Назывался ли он Курхарс, не могу сказать. Был ли он у нахчийцев? Да, был. Потому что археологи нашли головной убор на нашей территории, причем не граничащий вообще с Ингушетией. Если бы это было бы по границе, можно было бы сказать. А так, эта территория далеко-далеко в глубине нашей Родины. Поэтому назывался он Чугул, назывался он Курхарс. Назывался ли он Курхарсом, я не могу сказать. Но на нашей территории они найдены, и не один. А значит, в нашей культуре это было. И еще, я хочу, чтобы вы понимали, не было отдельного народа ингушей. Это сейчас всяческим образом пытаются говорить, что там отдельно, там 2000 лет тому назад. Нет, мы были одним народом, буквально до 17 века. Одни предки, одни языки, одни языческие божества в основе своей. По-разному у каждого, то есть в зависимости от местности. Это во времена Джахилии. Да, вне всякого сомнения, нохчи первые приняли ислам, начиная с востока на запад. Не в обиду кому-либо, если вы говорите об истории, меня спрашиваете. Я не хочу вас обманывать и не хочу, чтобы вы врали. Не думайте, что там у них, у этих. Археология показывает, если здесь, там вы находите артефакты по всей территории нашей Родины,
Но это уже говорит о том, что мы не могли купить там, допустим, у предков ингушей эти колпаки наши женщины и носить их там по всей территории. Или она приехала с этим головным убором и умерла там в Карачое, или в Аухе, или в любой нашей другой месте, Сержиньорте, Шарое. Вот она с этим колпаком приехала и умерла. Это то же самое, если мы сегодня скажем, что кто-то, мы взяли там, это было модно в то время, взяли там исторически. Поэтому, да, это было у нас, по крайней мере, исторически мы находим. Я не могу говорить, что на нашей территории их не было, что это недоказанный факт. Если бы это было не доказано, я бы сказал, у нас этого не было никогда. Но оно было. И это не выдумка Азамата, это не выдумка кого-либо другого, это факт. С ними нужно смириться, не смириться. Просто кто-то это использует очень сильно. В данной ситуации, когда хотят показать разницу между нами. Ну, некоторые, допустим, норнийцы с Запада говорят, это только наш национальный убор, это только у нас там амазонки, это у нас. То. На самом деле, между нами различие это буква «Ф». Ни больше, ни меньше, я так скажу. Раньше было, по крайней мере. Сейчас, конечно, шейх Мансур в первую очередь. Вали Аллаха Аулия. Ага. Мачу вошла потоп был всемирный или локальный, твое научное мнение? Честно сказать, я слушал разные версии, смотрел разные научные передачи, читал. По мне, честно сказать, мне все-таки кажется, и я уверен почему-то, что оно было не локальным, а всемирным. Все-таки ученые считают, что у нас был один суперматерик единым целым. И Африка, и Южная Америка, и Северная Америка. Это все суша была одним единым. Потом уже под разными воздействиями на протяжении миллионов лет они указывают, что этот сверхматерик, суперматерик разделился. Так появилась Южная Америка, Северная Америка. Ну, разные научные. Это каждый верит по-своему. Вот. А поскольку я думаю, что это так, по крайней мере. Но многие задаются вопросом, это возвращаясь, особенно эти анунаки и норнийцы, и атеисты начинают рассказывать эту ересь и указывать, что якобы локальная была, потоп был локальный. Вообще считается, что зарождение цивилизации государственной появился Шумер, Месопотамия, Шумеры, Ближний Восток. Ближний Восток это непосредственно рядом и с этой Араратом и так далее, и Нахичеванем в этой области. Вот. Вообще считается так. Первое государство, без разницы, будь то Персия, оно не называлось в то время так, Ирак, Иран, ну, Ближний Восток. Что где-то были более раннего периода, раньше, чем эти государства. Ну, насколько я знаю, евреи говорят, что у них там чуть ли не 5 или 6 тысячная история, да, 6 тысяч лет они историю. У них 5 тысяч с лишним, кажется, по их календарю. Китай и Индия считают, что у них история тоже 5 плюс-минус, там 7 тысяч лет их истории. Что вот они настолько древние. Индия то же самое. История же не заключается только на Кавказе. Мы то же самое здесь говорим. Почему-то в основе своей это плюс-минус 5 тысяч лет, 7 тысяч лет. Речь об этом промежутке времени. Великое переселение людей, расовое определение, как делились, как менялись на протяжении. Почему-то где-то сплюснутые глаза, там, не в оскорбление, где-то негроидная раса, где-то кавказиоидная раса. Все описывается обо всем. Тот, кто изучает этнографию, я об этом много говорил и объяснял, как это.
Многие там начинают говорить, вот мы такие-то, сколько нужно времени, чтобы человек поменялся под определенными географическими и природными явлениями. Там сейчас начали говорить, что какая-то океанская раса, якобы австрало-океанская какая-то раса якобы новая появилась. То есть раньше было три, это негроидная, монголоидная и кавказианская, точнее европеоидная раса. Вот, сейчас называют Европу. Вот эти три расы были. И с точки зрения, вот это говорят атеисты, кстати, не верующие в Бога, верующие в науку люди. Опять же, я говорил и с религиозными представителями, тот, кто изучает историю, религию, ислам знает. Когда я говорил с ними, они утверждают, что у Ноха, алейхиссалам, я не знаю, сколько там, возможно, было и больше, вы не забывайте, примерно ориентировочный возраст, сколько прожил Ной, считается там 900 лет, да? Плюс-минус 900-950. От 800-900 лет считается, что он прожил. Детей было много, но после потопа от 3 сыновей, я рассказывал Пашу, да, Сим, Иафет и Хам, 3 сына. Ну, кроме того, который там якобы отказался, не послушал отца и скинул небытие. От 3. И после они разделились по всему миру, то есть уже разошлись. Было ли это во время сверхконтинента, когда эти все части Земли были единым материком? Или же после? Этот вопрос очень интересный, и его рассматривают разные ученые по-разному. Но что я хочу сказать? Вы знаете, возьмем этот знак. Языческий знак, знак солнца, плодородия, вечности, по-разному называют. Вот свастика немецкая, да, которая уже последняя, чтобы было понятно о чем. Когда я изучал ее, ареал и география этой свастики находится на всей планете Земля. То есть они были еще до того, когда там Христофор Колумб открыл Америку, там викинги пошли на Северную Америку, другие Южные, она еще до того, как она называлась Америкой, там кто-то ее хотел назвать Новой Индией и так далее и тому подобное. Еще до того, как переплыли, каким-то образом этот символ находится по всему миру. Он находится и у славян, языческих славян, то есть они использовали его, руны называют его, по-разному называют, то есть в Сибири находят его. Он есть и в Индии, он есть в Северной Америке и в Южной Америке. У тех коренных народов, которые... Я не говорю про тех, которые там завоевали. Вот что интересно. Плюс он есть и на Кавказе, и есть в Европе. Не считая Гитлера, который там его использует там и вплоть до острова Британии, там Великобритании сегодняшней. Он есть по всему миру. Как он распространился? И везде возраст у них там 3,5-5 тысяч лет тому назад. Как он попал? И как он распространился? Это объясняется, когда был сверхматерик, люди разошлись, и потом, оставшись на этих местах, возможно, это гипотеза, он оказался везде, то есть от древних людей. Вероятность есть. Вторая гипотеза. В исламе мы знаем, мы описывали о огромных великанах. Адиты, кажется, народ адиты, описанный в исламе. Так вот, он был уничтожен Всевышним, мы знаем, да, я об этом и печатал, вы видели, и вполне есть версия о том, что пирамиды строили они. Но возгордившись, когда пошли против людей, в один день их уничтожил Всевышний. О чем я хочу сказать? Почему я сейчас об этом народе великанах вспомнил. Самое интересное, что о них в основном говорятся о Ближнем Востоке. Что его находят на Ближнем Востоке, находят черепа с размером метр, сделали фотографии и так далее и тому подобное. Но это не давали широкой огласки, поскольку они не являются, по теории Дарвина, такого невозможно. Они же говорят, все произошли от обезьяны, теория эволюции, по теории Дарвина. Из воды вышли, там стали и так далее, от обезьяны до человека. Это, конечно, чушь собачья. И Дарвин сам такого не говорил. Он говорил, что схожи с
если я не ошибаюсь, с хромосомами или там по схожи с обезьяной. М, Так вот, почему я говорю об адитах? Рассказывается о Ближневосточном, что они их находят его на Ближнем. Но самое интересное, продолжая к этому, об этом народе мы говорим, что вот эти же огромные люди, гигантские люди с черепами, найденные на территории Чили, то есть Южной Америки. Опять же возникает вопрос. Один и тот же народ с огромным размером, он проживал на всей территории. Я не удивлюсь, если найдут где-то и на Дальнем Востоке или в Японии, где-то найдут там археологи, наконец, тоже могут найти сверхвысокие, там какие-то огромные. То есть на Ближнем Востоке они есть, в Африке они есть, и в Южной Америке они есть. Про Северную Америку я не читал об этом. То, что есть фотографии, то, что я вот как непосредственно сам искал. Получается, что опять же, никаких кораблей, они не могли туда попасть и преодолеть такой огромный океан с таким... Не думаю, что они там прошлись по ней, как по воде и так далее и тому подобное. Переплыть тоже маловероятно. От одного континента до другого. Значит, если это было, это вполне возможно, это все был суперматерик, который на протяжении определенных природных явлений или по воле Всевышнего потихоньку разошлись. Появился Северный, Южный полюс, Америка, Африка, Евразия и так далее. Это вот мое понимание. Поэтому был ли он локальным, всемирным? Я думаю, что он был всемирным. Но прошло огромное количество времени, когда потихоньку. И да, еще хочу сказать, что анунаки, эти дебилы, имбецилы, которые сидят там, людям, малолеткам и девушкам всяким нашим пудрят мозги, они говорят, вы верите в то, что там от 2 человек произошел весь мир и так далее. Это просто дауны немножко не понимают, что огромное количество, допустим, и почему-то они приводят это к инцесту. Но Всевышний создал Адама и Еву. Оттуда пошли люди распространяться. Их было много детей, они женились, распространились, и вот так размножились. Вы посмотрите времена с точки зрения даже религии, возраста и пророков, они жили все почти что огромное количество. Даже Нох, который прожил 900 лет, само собой, там у него не закончилось, там 2-3 детей, это в нашем понимании сейчас. Детей было огромное. Сегодня, примерно я говорю, к 40 годам, если я женился лет 18-19, 40 годам, если нормальная жена, здоровая, у меня может быть 10-15 детей за этот короткий промежуток времени. С нашим с темпераментом, с нашей любовью к семье. Почему пророк, который полностью был посланником Всевышнего, который ему мог даровать все это, не мог, чтобы у него было 100 мальчиков, 100 девочек, они не могли пережениться, они не могли размножиться на протяжении этих тысячи и тысячи лет. Поэтому нужно смотреть и так. Башлам, ассаламу алейкум. Как думаешь, почему Артем Плата так зациклился на мне? Я не знаю, кто ты написал, что зациклился на тебе и кто. Башлам, на днях начинаем печатать книгу этнографа Саид Мухаммада Хасиева «Нохчигыллах». Да, ты Аберт Кивел, да, Дукуахуэл, да, Резхил Юни. Так ты мне, твои книги не дошли. Встретиться мы с тобой так и не встретились, не обсудили о многом. Ну да ладно. Да, ты Аберт Кивел Юни, это хорошая новость. Да, Дукуахуэл. Ассаламу алейкум, алейкум. Сам Башлам, каково твое мнение о Далхане Хаджаеву? Можно ли на него ссылаться, например, на его работу про Ахмада Автуринском? Правда, есть у него хорошие места, хорошие работы у Далхана Хаджаева. Но есть у него и, конечно, очень слабые места, которые я не знаю, почему он сделал. Я его считаю нормальным историком периода Ичкерии. Есть у него хорошие моменты, но есть и очень слабые, не подтвержденные. Не знаю, почему он их попал. Об Ахмаде Автуринском вполне возможно.
Пашлам, ассаламу алейкум. Как думаешь, почему Артем Плат так зациклился на мне? Я не знаю, кто ты и кто на тебя зациклился. Что за карта на кофте? Это карта моей родины, Нокчичу. Это Чечня. Моя родина, такая, какая есть. Пока маленькая, конечно. Есть другая, это другая кофта. У меня сегодня нет, а вообще до Каспийского моря. Как ты относишься к тому, что некоторые нарнийцы, взрослые дядьки, утверждают, что Суворов перешел Альпы благодаря ингушской сотне? Я считаю, что эти люди больные, и им нужно лечиться. Этот символ наш, чертова символ, все присвоили. Нет, чертова, ты не про этот символ говоришь, я говорю о другом символе. Должда архивный кирчба, это известный факт. Есть некоторые, это обезьяна, это слово и мы. Чертова, сейчас я прочитал остальное. Вот так вот. Много разных мыслей, много. Опять же, есть гипотезы, есть теории. Мы можем по-разному в это верить, не верить. Это каждый может на свое усмотрение. Поэтому много вопросов. Вести дискуссию с язычниками всегда проще. У них есть одна слабость. С атеистами было бы немного сложнее. Но с язычниками, поскольку они умственное развитие у них немножко иное, Всевышний запечатал им не только сердца, походу, но и мозги тоже. Они апеллируют некоторыми фактами, они используют некоторые материалы, которые могут задеть, то есть давя на ментальность, давя на какие-то Ханису, там Гарду, Туэйник, там Дейлу, он более старше, он был местечковым богом, там у арабов и так далее. Ну, это тупость, конечно, баран такой. Потому что греки, пантеон богов, который был в Греции, они же не говорили, Зевс это только над Грецией бог грома и главный бог. Они считали, что над всем миром Зевс. Перун у славян, они говорили, что не только там, где-то в Сибири он главный бог Перун. Они говорили везде. Точно так же Дейла считался. Мы считали, что Дейла это главный бог везде. А египтяне считали, что Ра, Амон-Ра считался главным богом в Египте. Он был богом солнца, он считался везде. Ва алейкум салам. И у каждого свои бога языческие. У кого-то Игики, у кого-то Анунаки, у кого-то там и так далее, и тому подобное. Я не хочу, чтобы сейчас вас немножко в эту историю втягивать, ну да ладно. Но это глупо, конечно. И мне самое обидное то, что я слышал много записей, которые мне прислали, что наши девушки стали очень сильно подвергаться вот этому нашествию, слушать вот этих богохульников, язычников, которые считают таких людей, как меня, фанатиками, религиозными фанатиками. Религиозный фанатизм немножко заключается в другом. Религиозный фанатик, в принципе, с тобой и общаться не будет сильно. Он сделает свое дело. Вот. Ну и все-таки вы должны понимать, что мы должны беречь не только от внутреннего сепаратизма наших людей, но и от вот этих людей, которые распространяют джахилию, которые распространяют ересь. Не то, что не заходить к ним, поскольку они сами являются очень слабые, их догмы слабые. Но сегодня, видите, технологии позволяют изменить голос. К сожалению, технологии не дали им ни мужества, ни чести, ни достоинства. Этого у них нет. Стоит им спросить имя, тейп, а где ты проживаешь, они начинают плакать, говорить, а паспорт, адрес можешь тебе назвать, а это назвать, и так далее, и тому подобное. И люди, к сожалению, некоторые ведутся на это, потому что многие люди хотят поговорить, хотят высказаться, чтобы их услышали, их мнение услышали. Для этого, честно сказать, я сделал блог, я хотел, чтобы зашли. Вот я проводил эфир вчера, и один сказал, лучше бы по телеграмму ты сделал, там, по телеграмму проще.
Да, мы сделаем в следующую пятницу по Телеграму эфир. Он будет присоединен к Ютубу тоже. Любой желающий может зайти. Обязательно на странице в Ютубе есть Телеграм-ссылка. Ибрahim ее оставил. Она и бегущей строкой идет. Там на Donation, тот, кто хочет задонатить, строчка. И Telegram есть строчка. Вот этот Telegram, там есть, подпишитесь на канал, и вы в прямом эфире тоже сможете задать свои вопросы, и я отвечу. И дам вам возможность задать вопросы, и мы можем продискуссировать. Главное, чтобы вы понимали, о чем вы говорите. Я еще раз хочу вам пояснить. Для каждого человека есть люди, которые занимаются религией. Для них история это не столько интересно. Есть люди, которые занимаются культурой, там, бизнесом. Они все, каждый человек, кто бы ни жил, считает свою профессию сверхважной, нужной, а историю не столько значимой. Но есть люди, которые понимают и которые хотят построить государство, которое будет сильным, процветающим, развивающимся, с национальным колоритом. И эти люди не могут строить государство без истории. А иначе любое государство, которое не имеет свою историю, а чем древнее, тем лучше, оно не имеет корней. Это дерево, как дерево без корней. Если ты поставишь пластмассовое дерево с зелеными листьями в любом месте, вот сделаешь его на 3D принтере, да, и поставишь, да, вне всякого сомнения, оно будет красивым, и зимой, и летом это будет дерево. Но пользы от этого дерева, которого не дает ни кислорода, не дает нормальной тени, если ты останешься под ним, укроешься под ним, ни дуновения ветра, ничего на тебя не повлияет. То есть никакой пользы от него нету. И год-два это дерево просто-напросто перестанет существовать под различными факторами, потому что зима, лето, изменения сразу уничтожатся. Точно так же и в истории. Если мы и расти не будет, она все время будет на одном месте. Если мы являемся автохтонным народом, мы должны знать, мы должны рассказывать историю. Мы должны знать историю, мы должны рассказывать и историю, и тейпов, и сел, и нашей родины, и географию, и культуру. Мы должны это знать и распространять это. Ибо завтра мы потеряем все, что у нас есть. Валлахи, это очень страшное дело. Это очень страшное дело. Вы не сможете говорить с вашими детьми. Они перестанут быть ночью. Они станут мужги, жюкты, арбой. Они станут кем угодно, но они перестанут быть ночью. Перестанут быть теми, кем нас создал Всевышний Аллах. Им без разницы будет, появились они с пробирки или появились они от отца. У них не будет ни чести, ни достоинства, ничего. Это будет просто мясо, которое будет просто зарабатывать деньги. Ни теплоты матери, ни заботы отца их не будет волновать. Убийство человека для них будет просто-напросто таким же делом, как поесть или пощелкать семечки. Задумайтесь над этим. Весь мир сходит с ума, говоря о проблеме в Палестине, что уничтожаются там тысячи детей. И что? Потеряли моральные ценности, потеряли человечность, сила духа. Не может весь мир просто везде с миллионами, тысячами, сотни тысячами митингов не могут ничего сделать, чтобы прекратить это. А почему? А потому что есть люди, которые говорят, да, оставьте, это нас не касается. Да, они заслужили, да, они это, да, они то, да, они все. Меняется мир.
несправедливости больше. Очень много несправедливости. И многие относятся к ней халатно, многие безразлично относятся к ней. А это выгодно. Выгодно именно тем людям, которые не хотят, чтобы были нации, народы, языки. Им нужно сделать одно быдло массу, сделать их рабами потребления, айфонов, майфонов, всего остального. Но они должны забыть о совести, чести, гордости, традициях, культуре. Они все это должны забыть. Это должно быть уничтожено, размыть. И человек, который будет стремиться к нему, должен быть изолирован, уничтожен. Он должен быть бедным, он должен быть голодным, холодным, чтобы он стал отщепенцем, чтобы все отказались от него. И они перестали существовать. И когда эти люди перестанут существовать, создастся масса, я не назову его народ, создастся масса рабов и масса господ. К этому стремятся многие власть имущие, деньги имущие, те люди, которые не хотят ни истории, ни языка, ни культуры, ни традиций, ни своей родины и так далее, и так далее. Они хотят доминировать над всем миром и управлять всеми, чтобы перестали быть ногти, чтобы перестали быть остальные. Это им не нужно, им нужны рабы, которые безмолвно будут выполнять все, что угодно, которые будут готовы продать свою почку, сердце, печень, все ради нового айфона, макбука, крутой машины и так далее и тому подобное. Который не будет говорить о совести, семье, для которых жениться на пылесосе, оставить после себя наследство кошке миллиардное или собаке миллиардное намного лучше, и их права будут защищаться, и говориться об этом будет, нежели чем миллиарды людей, которые умирают просто без чистой питьевой воды. Поэтому нужно об этом задуматься. Нужно понять, нужно знать историю, традиции, культуру, свой язык и свой народ. Чем занимались его предки, за что они бились всю жизнь и к какой справедливости они шли. Как вы думаете, действительно ли есть связь между Нахчеванием и чеченцем или вообще нет? Есть. Исторически доказано ли, косвенно доказано много материалов по этому поводу. Я вам рекомендую Параджов 085 прочитать книги и работы Хасана Бакаева, чтобы я сейчас тебе не рассказывал об этом. Там очень много указано, очень много косвенных. Там и лингвистические, и остальные доказательства, и географические, этнографические, много доказательств. Вот, есть, уверен в этом. Точно так же, как и нохчи, которые являются потомками и носителями этого названия, нахчи, которые являются прямыми потомками пророка Нуха, алейхиссалам. В этом уверен. И с этим правильно, неправильно, кто-то по-другому, люди, области этих людей. Можете говорить все, что угодно, каждый может говорить. Но нахчи, чеченцы — это этноним, который появился более позже, в 17-18 веке. А нахчи — это наш этноним, самоназвание нашего народа. И Нахчеван связан с чеченцами. Об этом говорят многие ученые, как косвенно. Вот, вот так. Надеюсь, ответил. У нас 5 минут. Задавайте вопросы, и мы уже попрощаемся. 2 часа. Дальше я вести не буду, поскольку у меня ограниченный лимит моей возможности пока он дикиец. Да начаться проблемы, шон маха,
дух эфир, сейчас ищется хулой. Но мы в пятницу провели, сегодня суббота. Если все получится, иншаллах, завтра тоже постараемся провести. Но если и будет завтра эфир, он будет только на родном языке. Вайховал волш моя ел. Чего? Вайховал волш моя елах. Маелах. Маяль елах галгай. Потом твое поколение будет носить твою фамилию, и тейп говорит, что чистокровный галгай. Лиза, ну я же сказал, что это, во-первых, никто за меня и не собирается жениться. Это раз. Во-вторых, я это сказал, он задал вопрос, как ты относишься. И я сказал свое мнение, Лиза. А так у меня спаму бай. Со ночи могу. Сабети аусвиш да елдыша. Кушташ мы. Ночи националисту бош уже мы. Масан багау мы. Сун цакурш цемацаитин. Сун ноччал диз дуqdaqash. Ночи qam. Ночи чуе. Ночи муат. Дуqqa ноччал. Ночи штуязн хум дизер сон. Ну, так сайгдауштег юеш дүйч штуцани. Веструшунду. Я не признаю никакого войнахизма, я же вам сказал. Это просто слово. Войнах. Две части. Наши люди. Нет никакой национальности такой, и я не признаю его авторитета. Потому что для меня все одни цанохчидовые. Никакой войнах, майнах, там, ани вочи бугу нету. Такой человек. Я и чеченцы не признаю-то. Я не люблю это слово. Ты аязин куду гон? Нохчу чуя лязин. Садай муак нохчу чуя бу. Сакам нохчу. Мюлхштей пантири, мелхи, чебер, вайшар, вайшу, шуот, милла, вала, пенкезя, аух махка. او دنیا انت امید چنا عش ولا السماوات بيش سق أمم سقلات تطير حوالوي السناخشو سودين ميلو سوتسونيا مرت خرواس تياشن بيخ خرواس سيدلوش ديكا دي دوس سيد تدلع سيبوات ناقل عاد عيلو سيزا برشيش بيالك شون عيتي تردات سيب أمم نوخشي خل سلاي دموي عين داو عاقي موات عن بيه عين لا تشنجش كوكل عين لا قيش متى عين لا تطلع داو يا سوجيكتيو да здравствует Израиль, аляхай, цуюк и вовчан, вело. Больше мне ничего не было. А так, кузах, охуай дай махка, вай сакамду, иншалла рахман. Цадейбу, цациду, вай тебех кнабат, вай лейдат, вай килоят, вай нохчи қоман яхёш, он хойду, хирду, дэрнула. Ит прит биваца вайн барт нисо маршо диеба даха диеша вайн خوش خلشان وين قيوم بيشتات صون السين خيتك باخشون سيدك لازم باخس سو политики управляют вац سو خدك اس ميعزابا يخ زودي هري وجي سيك خاتنا اس توامبين وخلق حاجة سين كرين أشوك دوتسدو سين خوك أشوك دوتسدو نيستيك ديلا شوشون سنة سو غور يا سحلا لير سويجر يالو ليدر لون شو يستولا يا قيدك يا سو أخش تعصد المشيان دي أدعوان مشروط كتير وعواسي يا أس تانحا تحشدوتك دين سون ويشو يتسخينا تعمو язенерцик. А помнишь, у меня в 2006 году в караоке бахцусь в городе Грозном. Сяла на язырка саму. Эфиривал. В 2006 году соца караоке целяла гала. Сейни хунди язина хасун. Сун точно хасун караоке чуа. Асценца эшер целека. Тем более ногчу чуа.
سيدة آخر كروكي شوحة شوز خلاصو شوز خلاماشوسا شوز قوز خلاماشوسا سولا قلقش بيت أوش إلي أوش تعوز خلاصو سو جيما ورد وينا خيسو نوخي شو عزا كروكي شو تسوانا أما سو مسمالك دوما تبايس سيجر لدر لو تيلا تباخس لدر لو يلا خارت و ليلين خيريو سو نيس ليلا ميعش خارت سنيك ليلين خيردو تغنى سيجر دورش خيردو تون ديرا دو عندي عديلك عند إير والله يا الله ديل سيجر لدر لو يلا الله حبيس الله يواتسون يا أخشن الله يواتسون يا بيجن تعنا الله يوات الله ديل الله يو سيق عم ديشو سيق دلوشتو ديك دير دوشو شي قو يالي سيق يوغي نوخشيوا يالي يرو دي بخي بيرا دويتو دو خورنغ موكشو تو أشخل شانا تون ديرا سو نوخشلخ 3 وقت اتو خلري تير دال سين هوريز دال سيق خواتش دات دال از ميليالو ريوتسا خواتسو سماس دوزال خربوتسا خواتسو سميال ريتس خردوتسا خواتسو شادك سو دال دنيا تيوالي دال دعيازين وعدلندو اس حارم دوق يا حانا دوق إشي مومنت سوخ وزنا سوسات ويخ صبري وش خلي الله دال حانا تدويتدو سونده قعدوش كيه برا اس ميال ييتش مسال دال دوشون اسميالا بيخشي تسبيخشي سوير зависит مداتي دانيشن دات يغونا اوستلاتر دات سوشوز دول جرجلو دات دالا سون لاي سو تشوك بولي تربون السن وي غوشق يتترنو وي توبن بيركت ديردون وي قومن وي أمتنا وي قومن أمة محمد بايمر صلى الله عليه وسلم سون أمتنا وي قومن وي مخكنا بايديان ديد سويخ دوز دات وي بحنشتو ليلوشتك وي تشوشتوشتك جرجلونشتو وي غوشي لدو خردو لارم خلردو اشدو چنگ اسلدو اسبوچنگ اشلدو قوقن اوس حق ديزي قوقن اوس تو ديزي هر نركمانيو هر ماريا ني هر قوقن حياني دعياني سايهم شتوشوات سقش مسرغادو سقش تصدولي ترديتر وي قادو وي قومن تسقوالي تر وي قادو وي تسخلر وي غوشي تخواتر وي غوشي تسيت عاندر وي ميرش باتش قولر تاير ديانير إدو وي قادك حيقلز كويرتس دونلز ديش دي بداخة سنحومي نوخشيقا نيسوان ديها دالا بوچون ديها Так. Итак, думаете ли вы, что на этих землях в древности могли жить нахчийские? Да. Я думаю, уверен и полностью считаю, что так это и было. Вот когда переселились, когда произошло расселение, вот это вопрос другой. Это, конечно, немножко сложно. Поскольку мы считаемся автохтонным народом, не пришло. То есть эти земли были свободны, и не обитал здесь никто. Первыми, кто здесь заселился после потопа, были мы. Вот именно когда оттуда пришли, сохранилось это название, местность Ван, где жили Нахчи, Нахчевань. Там же есть место, где в Азербайджане, нынешнем Азербайджане, есть... У меня и карта есть, я ее опубликовал. Не моя карта. Есть город или место, Нахи называется. Нахи называется в Азербайджане. По крайней мере, в древности она так называлась. Я не говорю, что в древности это государство называлось Азербайджан. Нет, конечно. Эта область в основе своей там была Албания, Кавказская Албания. Кто ее населял, какие народы населяли, это уже другой вопрос. Вот. Что касается, я не утверждаю, что Нахчеван основан армянами
и не говорю, что они жили там. Этого я говорить тоже не буду. Возможно, были под другим названием или часть каких-то, не знаю. Это немножко другое, но не будем об этом. Не хочу это усугубляться. Вот так, думаю, что на сегодня, наверное, если у вас есть вопросы, YouTube, Ибраим, есть с YouTube вопросы? Если есть, говорите, если нет, то я уже, наверное, завершу уже все-таки 3-й час. На сегодня, я думаю, хватит. Надеюсь, вам понравилось. Я очень прошу вас, если у вас есть вопросы, подготавливайте, пишите заранее в WhatsApp, сохраните у себя их. Записывайте, сохраните, потом копировать, ставить, отправить, копировать, ставить, отправить. Все, больше ничего не нужно. Там 1, 2, 3, 10 вопросов даже. Никаких проблем нету, если у вас есть. Просто я не знаю, на что именно ориентироваться, отвечать на вопросы в основном, или же нет, или какой, о древней, или о каком периоде рассказать, что вам интересно. У каждого разные интересы. Я не хочу терять ни одного подписчика. Желательно, чем больше вас, тем лучше. Отвечать восточным нарнийцам, разбивать их в пух прах, или западным, которые там наговаривают на нас. В этом проблем никаких нету. Речь не об этом. Я все больше работаю над тем подготовкой заготовкой для книги, материалов сбора книги, для книги. По крайней мере, пока я это делаю, ломано, сломано, но я пытаюсь это делать. Вот, поэтому постов будет больше, надеюсь. Все, пока технические загвоздки есть, а после решения технических вопросов, иншаллах, думаю, что пойдет все чуть-чуть. Ибраим, есть вопросы с Ютуба? Если нету, тогда мы уже попрощаемся с вами. И пока мы прощаемся, и пока Ибраим отвечает, я хочу огромную благодарность выразить тем 4 нашим подписчикам, которые сегодня поддержали нас не только словами, не только комментариями, но и поддержали нас донейшеном. Огромное им спасибо за поддержку, за то, что поддержали, за то, что помогают, не забывают нас. Для нас это очень важно, нужно. И мы максимально будем пытаться сделать все лучше и лучше. И для нашей истории, и для нашей географии, и так далее. Культуры и так далее. По крайней мере, мы не собираемся наговаривать на чужих людей, на чужие общества и так далее. Если не трогают нас, мы занимаемся только своей историей. Я еще раз повторюсь, есть главное в истории не всегда все, что нам как хочется или как мы думаем, бывает. И если есть какие-то древние вещи в древности, которые нам не нравятся, относитесь к тому, что это все-таки времена аухчися после. Нет, хорошо, тогда я понял. К которой нужно относиться как к истории. Это времена джахилии. От многих вещей мы отказались. Многие вещи мы потеряли, утеряли. Давайте сохраним то, что есть. Рассказывать, фиксировать. Делиться со своими детьми. С девочками, с мальчиками, со всеми. На этом я заканчиваю сегодняшний эфир. Шун массарна дере схил. Шун массардал эттугуэль. Сюгер халхия тардаллах. Allah duyuq sonqayn terdow daggar booshmadushun suugareel ledargon sonqayn terdow saynits qosh sanna khalqiyatar nawqiyatar dagacha waatsar shunso saymakhillara niswan tiah way qoman duah way mahkan duah way din duah duhar saygdalushtik dagayar shu
Если я каким-то образом задел соседние народы и так далее и тому подобное, общество, тейпы, фамилии, я прошу простить меня ради Всевышнего Аллаха. Никого я не оскорблял, никого я не унижал, никогда не призывал и не собираюсь призывать к междоусобицам, разжиганию межнациональной розни. Всегда пытаюсь предостеречь от этого всех. Желаю, чтобы Кавказ был процветающим, развитым и единым. Как в большом доме, каждый в своем доме, в своей комнате, не посягали на чужое имущество и так далее и тому подобное. Всем огромная благодарность. Всем спокойной ночи. С вами был Башлам. Завтра или в 22:00, или в 23:00. Вот между этими промежутками постараемся сделать эфир. Меня зовут Башлам. Не забудьте подписаться на наш инстаграм-канал bashlam.39 и bashlam.39 live. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал bashlam_20. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал bashlam.39 live, нажать на колокольчик, и вы увидите, когда мы в прямом эфире. Огромная благодарность моим воинам, моим братьям и сестрам с YouTube-канала. Огромная благодарность моему младшему брату Ибрагиму, Центаровскому волку из Даут-Мартана. И всем остальным моим подписчикам Шундайре Схил. Еще раз не забывайте, пишите в Инстаграм, в Директе, мне, в Телеграме, в Фейсбуке, в Ватсапе. Если что-то вам не нравится, если вы что-то не поняли, если какие-то вопросы оставились, пишите в Директ, я обязательно отвечу и постараюсь вам объяснить. Если вдруг я что-то не так сказал и хотите исправить в нашем эфире, вот этого не стоило, вот это не стоит. Обычно взрослые люди смотрят. Вы только скажите, я, иншаллах, постараюсь исправиться и не делать, и не допускать ошибок. Есть какие-то технологические вопросы и вещи, которые я не могу изменить. Я вам поясню, если вдруг это с этим связано. А так, остальное мы поменяем, сделаем по максимуму. Сделаем все, чтобы, как говорится, сделать так, асса 22 часа халита. Ну, чтобы вы понимали, что я хочу сказать, почему 23:00 или в 22:30 я начинаю, 22:00. У нас есть разница. У нас есть подписчики, которые смотрят с Америки, с Канады, с Европы. Там бывает 2 часа, 3 часа разница. Поэтому вообще, по идее, считается, что самое хорошее время это 23 часа. И на Инстаграм, и в Ютубе. Но если вы говорите 22 часа, я постараюсь 22 часа сделать. Сегодня мы использовали трафик вчерашних, кто нас поддержал. Сегодня, хоть и немного донейшена, постараемся завтра тоже сделать эфир и провести, рассказать много интересного. Завтра я, наверное, буду вас больше, если у вас нет вопросов, буду больше зачитывать конкретные материалы, с которыми вы можете ознакомиться. Может, вам это интереснее, чем вести со мной так свободный диалог. Я не хотел быть книжным червем, чтобы вас не задеть там, чтобы вот только он читает вот картами. Я такое не хотел. Я хотел, чтобы вам было интересно. Формат стрима, показать. Вот я вам показал книги. Если бы кто-то сказал, Башлам, покажи остальные истанги, я бы мог пролистать, показать их. Или вот ты зачитал вот здесь, да, вот по этому вопросу, там, про Нахчи, про это было. И ознакомь нас с этим. Или, допустим, Ади Джамерзом, там, откуда вот, зачитай до конца это, про наши мифы, расскажи, прочитай что-нибудь. Ну, такого формата. Если не задают вопросы, вот зашел человек, спрашивает про Нахичевань, про отношения, как я считаю, что я думаю про Маравеля. Если такие вопросы есть, я могу вам пояснить. Вот, и многие заходят, говорят, аух, что-то про аух рассказать.
про Панкиси рассказать, про Кистинцев рассказать, про Дзурдзуков рассказать, про Аланов рассказать, где их столица была, сколько нас там. Хотя бы любые вот такого формата вопросы про Каспий, не Каспий, остров Чечень. Очень интересно, дег ой тейп нашалец, да. Но единственное, я не люблю и не читаю правильно, когда начинают говорить о ой тейп нашу, там, тейп наляс, и каждый, у нас очень много тейпов, за 100 с лишним тейпов. И про каждый тейп рассказывать много там, что они были воинами, что они воевали. Но не все тейпы такие, к сожалению. Не все тейпы большие. Многие тейпы были мирные, очень добрые, милые, сердечные люди, которые занимались какой-то профессией. И ты рассказываешь это, и многим не хотят это слушать или что-то. Тогда они обижают. А я не хочу обижать никого. Я хочу объединить наш народ, что мы были единым целым. У меня нету цели разъединить нас. Моя цель, чтобы мы были все вместе. Моя цель, чтобы мы оставили своим потомкам единство. Непосредственно единство. И это очень важно. Ой, Бартхалит. Ой, Ауха, Болчара, Сюли, Алишац. Ой, Панкися, Болчара, Гюржи, Алишац. Ой, Хункер, Махка, Турца, Болчара, Туркш, Алишац. Хункер, Махку, и Хункру, Абу Цига, Ашпеш. Циг Дабах, наш Нохчи, Мухаджеш, Бу, Урду, Махка, Ирдания, Беш, Нохчи, Бу. Арбой Батюш, Иш Арбой Хили, Хархили, Мадит, и Хумш Бас. Шейн Соуг Мадит, Ой, Цакамду. Ой, Эцуач, О, Массарах, Держин, Мелбеш, Киниш, Кам, Цани, Каха, Хорш Балош, Виш Балош, Дайстач, Кам Дацвой. Ой, Нохчиду, Ой, Нохчи, Лардиашту, Ой, Массар, Садаха, и Алшу Маевой, Цахлит, Цанахлит, Ака, Гуна, Остердер, Кертис дала, Кинчкс дала, Шилас уж агол, Гуна, Остерляш, Делас, Кудор дартиш, Ой, Голши, Цанахули, Ойга, Ой, Моста, Ой, Ци Анитлу, Швег, Ой, Мох, Бухитлу, Швега, Ой, Кирлуру, Ой, Цачиш Хули, Ой, Халакреду, Ой, Мох Халакбибу, Цундери, Цахлит, на будущее, Хинц дикдала, Кан Дикрамадизи, Оцахуш. А историю Андо, Хатяшан Бяхбо, Гойт, Хаямарт, Лилио, Гойт, Ямарт, Мирхилла, Гойт, Ямарт, Кит, Мацхиру, Гойт, Дукун Гойчун, историю. О Маргалу, Дукун Шгойчун, Шон Уайлах Мехтик Хилчан. Дикду Атоса, Югния, Юг Ошусо, Кахисадо, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Шейхата Шумш, директ Чуязе, дала. Пишите в директ, отправляйте карты, книги, что-нибудь, касающееся нас, если найдете, пишите, иншаллах, обязательно прочитаю и отвечу. Адикюэль Маш'аль.